Добрый вечер. Программа «7 дней» выходит в прямом эфире. Сегодня особенный день. Сразу несколько юбилеев сегодня в республике. Во-первых, юбилей у столицы, у Казани, 1015 лет. День рождения сегодня и у республики, причем тоже круглая дата. Сегодня 30 лет со дня подписания декларации о государственном суверенитете Татарстана в далеком 90-м году это было. У нас даже двойная юбилейная дата сегодня. Именно сегодня мы также празднуем и столетие основания ТАССР. Обо всем об этом расскажем по ходу программы. А сейчас, конечно, хочется окунуться в атмосферу сегодняшних торжеств. В этот день можно почти все, что нельзя было ранее. Это день без ограничений. Ну, почти. Такого праздника в этом году, во всяком случае, мы не видывали. И не мудрено, что столько людей сегодня участвует в этих торжествах. Самые яркие сказки сегодня стали реальностью. Народные танцы в самом центре столицы, национальные песни и пляски разбавляли шутками и сценками. Фестиваль рабочей молодежи и фестиваль искусств, чудеса Востока и современные танцы, экскурсии и карнавал. И началось это все, конечно, даже не сегодня. Этому предшествовали события и на неделе принимали гостей и делали массу открытий. Как отмечают праздник в столице республики, из массы и гущи событий Диляра Юсупова. Дорогу сделали хорошо, расширили. Здесь, по сути, ничего не было. Мы хотели гулять в соседние дворы. То есть была такая огромная территория, она стояла пустая. И вот такую красоту навели. Теперь мы будем гулять здесь, около дома, не будем ходить куда-то. Немножко как-то устарело это все было. Свежее стало. Мне главное, чтобы детям нравилось. Мне, из окна приятно смотреть стало. Большой день республики начинается с малого, с праздника двора, который к сегодняшнему дню еще и благоустроили. Новые качели, скамейки, спортивные площадки. Казалось бы, один из тысячи дворов республики, но уже к 10 утра сюда потянулись сотни жителей. Это такая достойная альтернатива для тех, кто не хочет или не может праздновать с размахом. И вот, пожалуйста, прямо под окнами. Наверное, самое важное – это то, что долго была проблема с отводом воды, и очень внимательная работа дорожников, всю воду увели из двора, жителям комфортно. Ну а праздник двора, он нужен всегда, потому что кажется, что нам всем не хватает ощущения общности. И будет здорово, если люди выйдут сегодня познакомиться и вместе с нами отпразднуют День Республики. 40 лет живем, такого еще не было. Спасибо большое. Площадка прекрасная. Главное построить одно, надо, чтобы здесь жизнь кипела и чтобы порядок был. Поэтому мы вас поздравляем с Днем города, с Днем Республики, столетие ТАССР. Ну и самое главное, мы поздравляем вас вот с этим прекрасным объектом «Двор», где вы можете и поиграть, и пообщаться, и все. Чуть позже веселиться начали и в центре города. Вы слышите музыку? Это гармонисты. Фестиваль «Играй гармонь», пожалуй, даже не фестиваль, а флешмоб. Двинутся они чуть позже и к Спасской башне. Музыка должна достаться всем. Вот мы приехали все, никто не спал. 3 часа мы автобус. 5 часов приехали, с 3 часов. С праздником вас всех поздравляю. Желаю крепкого здоровья, счастья. Играйте гармон, будьте счастливы. Итак, сейчас мы спускаемся от театра Камала к озеру Кабан. И что мы видим? Тут развернулась гастрономическая ярмарка с национальным колоритом, так называемый песчан базара, где можно купить восточные сладости, мед, татарские гостинцы. Честно говоря, народу тьма, очень сложно протолкнуться к прилавку. Попробуем постоять в очереди. А вот это дворцовое, это что такое дворцовое? Очень мало теста, много ореховой начинки с грецкого ореха и цельный фундук. Спасибо. Итак, нам удалось купить это так называемая дворцовая пахлава. Она с орехом. Выглядит аппетитно.
И на вкус тоже. Народные мелодии сопровождают нас повсюду. Мы приехали к Кремлю, а гармонисты уже здесь. А мы приближаемся к следующей фестивальной площадке «Так-Узбек». Посмотрим, что там интересного. Что здесь главное? Конечно, музыка. Причем самых разных жанров. Бубен откликается на звучание армянского дудука, мелодии электронного андеграунда и татарский рок. Все это дополняется детскими площадками и художественными мастер-классами. Мы задумали такую игру, пленэр, когда мы будем ходить по фестивалю, рисовать разные локации и собирать их. И всем, кто соберет все локации обозначенные, получит небольшой сувенир от нашего сообщества иллюстраторов. Обратная сторона Луны – это модель фотоматериала, изготовленная заводом «Тасма». Таких арт-объектов на территории 10. Все они посвящены столетию ТССР. Это еще одна интересная задумка организаторов, которые предлагают остальные 9 найти с помощью специального гида. Своеобразный арт-квест по территории Казанского Кремля. Молодец! Очень здорово, очень крутые национальные костюмы, красиво. Мы думали, здесь всегда так ходят. Мы еще на одной площадке фестиваля. Первое, что нас встречает на входе, это вот этот стенд с лицами самых различных национальностей. Это означает, что мы на этнопроекте «Табар». Это этнический фестиваль, который объединяет самые различные культуры всего Поволжья. И обратите внимание, как он построен. Это своеобразная лаунж-зона. Гости отдыхают на шезлонгах. Но на самом деле мы можем просто сесть на траву и послушать этническую музыку. Я узбечка. Я таджичка. А я турчанка, наполовину татарка. Было безумно интересно именно познакомиться поглубже, сразу так ярко, массово, и костюмы, и язык, и песни. И самое главное, наверное, показать не только культуру, а исполнять те истинные песни, которые звучали у нас в деревнях. И вот, наверное, самая большая наша отдушина, скажем так, что мы все эти песни сможем исполнять здесь, на этой сцене. Единство народов и разнообразие культур Татарстан подчеркнул еще до Дня Республики. На неделе в Казани открыли памятник башкирскому поэту Мустаю Кариму. Монумент, как произведение искусства, отразил и детство, и отрочество, и военные годы поэта. Произведения Мустая Карима всегда отличали глубокий смысл, доброта и искренность, красота и богатство языка, национальный башкирский колорит. Это маленький Мустай, кстати, это маленький Мустай, это его старшая мать. История такая, это в долгом-долгом детстве его повесть. Он, когда был маленький, его старшая мать, она была повитухой, принимала роды. И он с ней ходил по деревням. И когда роды были удачные, дарили такого маленького ягненка. Вот видите, он с ягненком маленьким. Невероятная атмосфера в городе продолжается и в эти минуты. Площадки уже посетили несколько тысяч человек. И еще есть время стать частью этого большого события. И, конечно, увидеть его главное завершение – праздничный салют. Диляра Юсупова, Роман Безменов и Андрей Мохов. 7 дней. Ну а теперь давайте вспомним, что за праздник мы сегодня отмечаем. Среди зрителей нашей программы в основном те, кто помнит этот день, 30 августа 1990 года. Но значение его, я думаю, назовет не каждый. Как говорил Дюма отец, история – это гвоздь, на который я вешаю свою картину. Вот и давайте вспомним, на чем мы стоим сегодня и какой смысл мы вкладываем в этот праздник. 30 августа была подписана Декларация о государственном суверенитете. Регион получил статус Татарской Советской Социалистической Республики ТССР. Образование Республики Татарстан, референдум о суверенитете – все это, конечно, будет позже, в 1992 году. Но 90-й год, он начальный, знаковый. Безусловно, все эти 30 лет мы слышали разные оценки того времени. Это были 90-е годы, годы турбулентности во всем, и в политике, и в экономике, да и вообще в нашей ментальности. После распада СССР Татарстан не вышел из состава России и продолжает существовать сегодня как субъект Российской Федерации. Но это если кратко.
События развивались стремительно, и решение приходилось принимать в сжатые сроки, судьбоносные решения. Нам понадобится небольшой исторический экскурс, и его проведет Эльзира Юзаева. Начало 90-х годов. В противостоянии различных политических сил, разрушении экономических связей страна находится на грани коллапса. На фоне обострения кризиса все чаще начинает звучать вопрос определения полномочий различных республик в составе бывшего СССР. В том числе, как строить взаимоотношения и взаимодействие союзного центра с автономными регионами. Если ситуация с союзными республиками была более или менее ясна, то положение дел в автономных регионах требовало кардинальных перемен. Общественные настроения в республике в этот период тоже достаточно были полярны, потому что часть населения и часть общественных движений активно выступала за независимость, за суверенитет. Вместе с тем ряд движений других демократических поддерживали такую позицию, что Татарстан не должен отделяться ни от союзного центра, ни от Российской Федерации. Площадь Свободы в центре Казани стала местом притяжения общественных и политических сил. Именно здесь в начале 90-х годов проходят бесконечные митинги. Руководству ТАССР пришлось приложить максимум усилий, чтобы держать ситуацию на контроле и не пустить ее на самотек, который мог бы иметь весьма плачевные последствия, как показали события в некоторых других национальных регионах. В апреле 1990 года состоялась первая сессия Верховного Совета ТАССР 12-го созыва. На первом заседании на пост председателя Верховного Совета Республики были выдвинуты 3 кандидатуры. Первый секретарь татарского обкома КПСС Митимир Шаймиев, писательница Фаузия Байрамова из партии «Иттифак» и лидер ТОЦ Марат Мулюков. Более 70% голосов было отдано за кандидатуру Шаймиева. Нам удалось вот это пройти. Вот это доверие, знаете, такую роль сыграл. Я именно о таких моментах говорю, которые сыграли вот также решающую роль. Межнациональные, вот, межконфессиональные отношения, они какие сложились, они не дали трещину. Вопросы о повышении государственного статуса и новой самостоятельности стали главными в повестке дня. В начале августа 1990 года в Казань прибыл Борис Ельцин. Борис Николаевич высказался в поддержку права на большую самостоятельность и сделал свое знаменитое заявление, которое стало уже крылатым. «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить, но вы находитесь в центре России, и об этом нужно думать». Мы говорим только возможность, а вот как Татарии определить свой суверенитет, в какой степени взять свою самостоятельность, пусть решает народ Татарии, пусть решает Верховный Совет как высший орган законодательной власти Татарии. 24 августа 1990 года в Казани прошел мощный митинг национальных сил с требованием принять декларацию о государственном суверенитете. Через 5 дней сессия Верховного Совета ТАССР приступила к рассмотрению этого вопроса. Дискуссия разных депутатских групп была такой острой, что пришлось создать согласительную комиссию. Какие 2 позиции? Одна позиция – это так называемые демократы. Они настаивали на том, чтобы Татарстан, суверенитет Татарстана был провозглашен в составе Российской Федерации. Группа Татарстан настаивала на том, чтобы этого не было. Почему? Потому что Татарстан претендовал на то, чтобы в новом возможном союзе Татарстан был союзной республикой, равноправной с другими республиками. И я, как один из участников этой комиссии, могу сказать, что мы пришли к компромиссу. Поздним вечером 30 августа декларация о государственном суверенитете республики была принята. Из 242 депутатов за нее проголосовал 241 человек при одном воздержавшемся. На политической карте появился новый субъект – Республика Татарстан.
Декларация определила, что земля, ее недра, природные богатства и другие ресурсы на территории республики являются исключительной собственностью ее народа. Татарский и русский языки были признаны государственными. Документ гарантировал всем гражданам равную ответственность перед законом, независимо от национальности, социального положения, религиозных и политических убеждений. 12 июня 1991 года по итогам всенародного голосования Ментимир Шаймиев был избран президентом Республики Татарстан. Создание поста президента в республике сыграло важную роль вообще в истории региона, как в этот, так и в последующий период. Оно в существенной мере стабилизировало обстановку в республике, способствовало успешному дальнейшему развитию в последующие годы. И кроме того, именно создание поста президента, оно придало новый весомый статус республике, в том числе и в процессе переговоров с Российской Федерацией, когда президент Российской Федерации Ельцин и президент Татарстана Шаймиев могли разговаривать как два президента. Государственность Татарстана вышла на качественно иной уровень. Новая политическая реальность позволила республике устоять в период распада СССР в 1991 году. У республики появились юридические и имущественные права, самостоятельность в принятии решений. Политические реформы позволили начать глубокие экономические преобразования, результаты которых можно видеть и по сей день. Перестроечные годы – это годы же революции, потому что собственность поменялась, общественный строй поменялся. И несмотря на это, самые сложные годы в экономике страны, перестроечные 90-е и 2000-е еще годы, нашей команды, а ведь команда многие вопросы решала, и большие программы социального характера. Нужно здесь особо отметить роль руководства Татарстана. Тогда, в трудный период начала 90-х годов, ему удалось в ходе продуктивного диалога с федеральным центром достичь необходимого сочетания общегосударственных и региональных интересов. Мудрость проявил в свое время Ментимир Шарипович. Молодец, спасибо им большое. Ильзира Юзаева, Андрей Кузьмин и Роман Безменов. 7 дней. Букет открытий. Вот так уже наши коллеги, журналисты, назвали то, что происходило в Казани и в республике на этой неделе. Традиционно у нас открытие больших, важных и интересных объектов происходит именно 30 августа. Но вот этот праздник стал одним из самых грандиозных с этой точки зрения. Все это, конечно, не уложилось даже в один день. В течение этого месяца мы вам рассказывали о каждом из этих объектов. Ну вот посмотрите, вот так теперь выглядит грандиозный проект Большого Казанского кольца. Завершен первый этап и вчера запущено движение. А вот это, например, озеро Кабан. Теперь еще большая прогулочная зона, еще больше живописи и возможностей для отдыха. Тоже открывали вчера. Ну а сегодня новое здание Национальной библиотеки республики. Мы тоже там были и уже говорили о том, что это будет новое общественное пространство, каких еще не видывали российские города. Каждый из этих проектов грандиозен. Каждый прорыв. Нас убедит в этом Тимур Бекмурзин. Ну разве не красота этот вид с высоты птичьего полета на участок пока только первого этапа строительства Большого Казанского кольца? Возможно, вы еще больше воодушевитесь увиденным, если мы добавим пару-тройку фактов об этом проекте, известных и не очень. Впервые идея такой закольцовки появилась в генплане города еще в 1969 году, то есть больше 50 лет назад. Нынешний мэр Казани Ильсур Метшин, который, к слову, в 1969 году родился, вынашивал такие мечты давно. Однако было понятно, без федеральной помощи проект не потянуть, и даже Универсиада 2013 года нисколько не приблизила нас к заветной цели. Только в 2019-м звезды, что называется, сошлись. У Татарстана появился сильный помощник на федеральном уровне в лице вице-премьера Марата Хуснуллина, который не только помог получить финансирование из Москвы. Из 2,3 миллиарда рублей, выделенных на первый этап строительства, 1 миллиард федеральные деньги, остальное республиканские, но и сделал все возможное, чтобы
проект не утонул в бумажной волоките. Спасибо своему земляку сказали и строители БКК, которые работали ударными темпами, и первый этап завершили намного раньше намеченных сроков. Маратчик Ильич, вот вместо 20 месяцев, 12 месяцев. То есть вот те решения, которые приняты на уровне правительства, благодаря вот вашей инициативе, они дают свои результаты. Было очень много перенос коммуникаций, перестройки коммуникации. Это та же вода, канализация, электричество, газ, высоковольтные линии. Мы все это перенесли. И еще одна сложность, наверное, то, что объект находится вблизи озера Кабан. Грунты, как говорят строители, слабые. И поэтому пришлось забить около 1000 штук грунтобивных свай. Несмотря на все сложности, намного раньше срока, с прекрасным качеством. Вы посмотрите, вот какая широченная же эстакада, на которой 4 полосы движения и 2 полосы трамвайного движения, и самая длинная магистраль трамвайная в стране, которую строители построили за самые короткие сроки, и хочу, кстати сказать, за очень небольшие деньги. Большое Казанское кольцо, безусловно, большое и, конечно, Казанское, но пока еще не кольцо. В том смысле, что его еще предстоит замкнуть. Дело в том, что мы являемся свидетелями первого этапа строительства этого мегапроекта. Участка протяженностью 800 метров от улицы Мидхата Булатова до Борисковской. Это 4-полосная дорога, надземный путепровод и другие важные объекты, элементы этого проекта. Второй этап, кстати, он уже стартовал, и первый участок протяженностью 700 метров от улицы Борисковской до Технической планируют завершить также в этом году. На первом и втором этапе мы пока замыкаем только круговое кольцевое движение трамвайное. Дальше проектирование Большого Казанского кольца на данный момент уже ведется. Один. И движение объявляется открытым. Ваши бурные аплодисменты. Уже после первого этапа строительства Большого Казанского кольца снимаются многие острые проблемы с пробками в Казани. Разгружается центр столицы. Трасса кратчайшим путем соединяет промышленную зону между Волгой и озерами Кабан с жилой частью города. Кроме того, Казань получает самый протяженный в России трамвайный маршрут – 34 километра. На открытии эпохального объекта всех обрадовали. Новенькие трамваи, в том числе трехсекционные, уже поступили и готовы выйти на маршрут. Полностью уже замкнуть кольцо, в том числе с помощью автомобильных путей, удастся только после завершения всех этапов строительства. Поэтому нельзя останавливаться на достигнутом. В этом моменте Марат Хуснуллин и Рустам Минниханов поняли друг друга с полуслова. Мы надеемся, что мы дальше поддержим эту инициативу, и кольцо надо точно замыкать. Национальная библиотека Казани – еще один, можно сказать, знаковый объект. Ее обновление и преображение – событие не менее значимое и даже в чем-то эпохальное. Это слово пришлось как нельзя кстати. Тут никакого преувеличения нет. Что такое было НКЦ «Казань» все эти годы? Мы-то, казанцы, хорошо знаем и помним. Застывший памятник советскому модернизму. Безлюдное, неживое место. Каким его видят и без сомнений сделают сейчас. Ярким, многофункциональным центром, местом притяжения и казанцев, и гостей столицы. В новой национальной библиотеке будет комфортно и интересно всем. Активной молодежи, творческой интеллигенции, предпринимателям, туристам, детям. У каждого своя зона комфорта, но все вместе они образуют единый живой организм. И все уже продумано и уже воплощается в реальность. Поэтому пожелания во время посещения объекта президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и другими высокими гостями выглядели даже не как щедрые авансы, а как руководство к действию. Прежде всего для новых хозяев Национальной библиотеки и всех казанцев. Я восхищен вот этим прекрасным творением, которое сегодня мы посмотрели. Это высочайший объект культуры, образования мирового уровня. Тем более мне довелось бывать в этом объекте. Я помню, мы раньше собирались сюда, на совещание нас раз в год собирали. Всегда было как-то темно, неуютно. А сейчас зашел, так светло, так красиво. И главное, такой вид и такая набережная. Рустам Агалеевич, я хочу вас и всю команду просто от всей души поздравить с этим огромным достижением. Давайте похлопаем всем, кто эту работу сделал.
И еще один подарок на юбилей любимой республики. Пока единственное в России пассажирское судно, работающее на сжиженном природном газе. На борт «Чайки» так назвали судно, которое пришвартовали на Казанке рядом со зданием Национальной библиотеки, поднялись Рустам Минниханов, Марат Хуснуллин и другие высокие гости. Использование СПГ на речных судах можно считать большим прорывом, в том числе и в деле охраны окружающей среды. Сжиженный природный газ считается одним из самых экологически чистых и безопасных видов моторного топлива. Кроме того, использование газа снижает себестоимость пассажирских перевозок. Так что это важное событие, которое в том числе открывает новую страницу в развитии пассажирского судоходства в Казани на радость всем ее жителям и гостям столицы. Все-таки в удивительное время мы живем. Время стремительных перемен, перемен к лучшему. Теперь даже совсем молодые казанцы могут уверенно сказать: «Я помню этот кабан совсем другим». Еще каких-то 5 лет назад это было неухоженное дикое место. Сегодня мечта, ставшая явью, шедевр урбанистики, как охарактеризовал набережное озеро Кабан вице-премьер Марат Хуснуллин. В эту субботу новые участки объекта презентовали высоким гостям. Президенту Татарстана Рустаму Минниханову, заместителю председателя правительства России Марату Хуснуллину, полпреду президента в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову, первому заместителю министра строительства страны Ирику Файзуллину, актеру Сергею Безрукову. Потрясающая набережная. И самое главное, это, конечно же, подход просто к жителям, просто получается, для людей, которые хотят отдохнуть, даже здесь вокруг, да, ну, обратите внимание, здесь все для этого есть. И это, мне кажется, самая главная задача, на самом деле, сделать все так, чтобы жителям было удобно, комфортно, и для того, чтобы они могли отдохнуть. Если на первом этапе был реконструирован берег озера Нижний Кабан от театра Камала до центра Планета Фитнес, появились пешеходные дорожки-настилы, пирсы, выделенные велодорожки, система освещения, создан ландшафт и детские игровые зоны. Со второй очередью по благоустройству озера появился фактически новый 5-километровый пешеходный маршрут в центре Казани с мостом, зоной барбекю, летней кофейней и дополнительными местами для отдыха и занятий спортом. Прекрасная набережная, прям одно удовольствие гулять с детьми. Сейчас есть такое прекрасное место, чтобы выйти на природе погулять. Набережная очень нравится, потому что я тут с детства был. Здесь к берегу нельзя было подойти, сейчас все красиво, ухожено, культурно. И с ребенком удобно гулять. Нам все здесь нравится, нам нравится вот эта площадка спортивная, здорово. И детям классно тут. И совершенно по-новому сейчас раскрывается вся старотатарская слобода. Местные рестораторы подготовили для любимой Казани и республики свои подарки. Специальную книгу о национальной кухне, приуроченную к столетию ТССР, и цикл передач, где гостями ресторатора Зуфара Гаязова станут известные люди, артисты, певцы, чиновники. Одним из главных атрибутов кулинарных мастер-классов станет знаменитая татарская печь, которую можно найти только здесь, в Казани, в старотатарской слободе. Мы готовили фасады зданий, мы на фасаде цветы высаживали, брусчатку клали в тех местах, где можно, чтобы максимально сделать прилегающую территорию комфортной в городе. Ну, мы живем в этом городе, мы любим его, гордимся этим городом. Это лучший город на нашей планете Земля. Тимур Бекмурдин, Татьяна Тимошенко, Андрей Ключников и Андрей Мохов. 7 дней. Традиции Татарстана – это богатая тысячелетняя культура и история. Это дружба народов и религий, взаимовыручка, поддержка и помощь друг другу. Это порядок в доме и крепкое хозяйство. Традиционно Татарстан – лидер России с мощной промышленностью, крепкой экономикой, сильным научным и производственным потенциалом. Наши традиции – это опора, залог стабильности и развития. Рустам Минниханов. Верность традициям, уверенность в будущем.
Испокон веков живет на земле Татарстана прекрасный народ. Добрый, смелый, щедрый. От поколения к поколению, от сердца к сердцу передаем мы любовь к труду, к родной земле и людям. Веками мирно сосуществуют рядом разные традиции и религии. Вместе мы проживаем яркие события. Вместе идем к новым победам. Группа компаний «Таиф» поздравляет татарстанцев с праздником, Днем города и республики, мира, любви и процветания тебе, наш Татарстан. Олылар үшін оңайлы һәм Кратность празднуем их дат с 50 лет до 100. К работе по разработке плана празднования подключились все министерства республики, все муниципальные органы власти. Вековой юбилей должен был стать не просто отмечаемой календарной датой, а новой вехой, значимой, меняющей жизнь наших городов и сел. Таким, чтобы каждый житель мог увидеть реальный результат вложений и сказать: вот это сделано в вековой юбилей. Татьяна Тимошенко о неожиданностях часа Х и о том, как пришлось лавировать организаторам праздника в непростых условиях этого года. Это колесо с размеренным движением можно принять за символ времени, которое не остановить. И это, конечно же, хорошо отрегулируемый механизм, который, если запущен, то должен работать без осечек. Условно, на кнопку старта празднования юбилея нажали 5 лет назад, и ничто не должно было помешать. Республика не раз показывала: праздновать мы умеем не только красиво, но и с пользой. Но сейчас с высоты обзора событий, можно сказать, проложенную траекторию приходилось корректировать, исходя из налетевших как буря и почти непредсказуемых условий. Декабрь прошлого года. Настроение большого праздника и обещающих надежд. На сцене почетные граждане, артисты, дети, хор, который еле вмещает сцены, исполняет без булдарабы, споет и зал. Тогда казалось, весь юбилейный год республика проведет в лучах софитов. Но это был первый и, как оказалось впоследствии, единственный за последние более чем полгода столь торжественный и масштабный концерт в привычном нам формате. Здравствует Татарская Республика! И совсем скоро так тщательно разработанные планы придется менять. Действующие лица наденут маски, мероприятия уйдут в онлайн. А пока первые награды юбилейного года. Медаль «Столетия ТАССР» в статусе государственной награды Республики Татарстан вручается за весомый вклад в развитие республики во всех сферах жизни общества. И медаль под номером 1 у первого президента Татарстана Ментимира Шаймиева. Среди награжденных почетные граждане республики, ветераны Великой Отечественной войны. На медали в кругу изображена карта очертания границ нашей республики в лучах солнца, восходящего солнца. Это тоже очень важно отметить. Ну и в целом золотой цвет – это один из атрибутов тюркской культуры. Солнечные лучи, они связаны с богатством, плодородием, процветанием, мощной энергией и движением вперед. И это очень важно. Все это присуще нашей республике. Когда главное не имя, а время рождения, Булат появился на первой минуте юбилейного года и получил, вернее, его родители, памятный знак 100 лет образования ТАССР. Так же, как и первая в республике тройня из набережных Челнов и каждый 100-й рожденный малыш в каждом районе республики. Знаки вручали и молодоженам. Первой стала пара из набережных Челнов. Я думаю, это будет хорошей семейной реликвией. Лет через 30, 40, 50 будете показывать и рассказывать, что происходило 1 января 14 часов в 2020 году. Знак не является государственной наградой, но, конечно, очень скоро станет редкостью и, совершенно очевидно, гордостью владельца. Его вручают за особые достижения. Всего выпущено 10 тысяч экземпляров. Друг также подарил мне шарф.
Коллекционные шарфы, шапки и даже тапочки. Информационный знак 100 лет. ТАССР к началу лета появился и на продуктах от хлеба до мороженого и стал своеобразным знаком качества. Флаг с символикой столетия отправили в путешествие по стране. Свои эмблемы, нашивки на него прикрепили 68 регионов Российской Федерации, где зарегистрированы татарские национально-культурные объединения. Успели до изоляции. Юбилей шагнул на другую сторону земли. В цвета татарстанского флага был рассвечен Ниагарский водопад по инициативе татарской диаспоры. И самое высокое здание в мире — дубайский Бурдж-Халифа. Чуть позже в обход воздушных гаваней и сухопутных границ флаг отправился в кругосветку на яхте. В районах республики флаг юбилея встречали на полях хлеборобы, собирали первый урожай и традиционным чак-чаком. Основные мероприятия оказались запланированы на май, июнь и август, но настало другое время. Изоляции и ограничений запланированные мероприятия, которые прошли бы в юбилейный год, стали переносить на неопределенный срок, а то и вовсе отменять. Так, волна пандемии смыла традиционный Нуриевский фестиваль, фестиваль мусульманского кино и конкурс поп-исполнителей «Новую волну». Главные народные праздники, включая Сабантуй, ушли в интернет-пространство. Архивариусам в будущем легко будет датировать время съемок. Маски стали главной внешней приметой времени. В мае в оборот запущена почтовая марка. Тираж 250 тысяч экземпляров, и купить ее можно на почте. И уникальную монету Банка России, посвященную юбилею республики, номинал 3 рубля. И таких будет только 3000. С даты принятия декрета об образовании татарской АССР республика принимала поздравления со всех концов мира и от всей страны. Без татар никакой бы России, как ее мы знаем, и весь мир тоже, не было бы точно. Самому юбилею указом президента страны был присвоен федеральный статус. Татарстан у нас действительно по основным показателям является лидером среди всех субъектов федерации. И это так и есть. На временном экваторе юбилейного года оргкомитет подвел итоги. Все, что было запланировано, выполнено и даже перевыполнено. Ведь юбилей – это не только праздник, но и большая работа в прямом смысле, которая не останавливалась ни на один день. Несмотря ни на какие экономические трудности, конечно, Татарстан сегодня выполняет все национальные проекты. И мы видим, что все работает. Люди все настроены, несмотря ни на какие коронавирусные и там эти истории. Все идет нормально, все идет даже, я бы сказал, с опережением графика. Во всяком случае, говорю про ту работу, которая касается непосредственно меня. Это и жилье, и дороги, и благоустройство. Стройплощадки стали главным местом приема официальных гостей, а также цеха заводов, офисы и производственные линии IT-компаний. Благоустройство городов, строительство, сдача социально значимых объектов, отдельный блок проведения векового юбилея республики, парки, скверы, дома культуры, новые школы, детские сады, бассейны, детские оздоровительные лагеря во всех районах Татарстана. Конечно, все это, наверное, бы появилось, но не в таком количестве, не таким рывком. И это главное наследие векового юбилея республики, которое останется с нами надолго. Но все же большое во всех смыслах событие состоялось накануне Дня Республики. Первое заседание Национального совета Милләт-Жиыны или Национальное собрание. Около 500 делегатов из 67 регионов России и других стран. Это учителя и артисты, политики, военные. Те, кто не смог приехать в Казань, были в зале в режиме онлайн. Аңа карамастан, менә сез үзебезнең милләтебез өчен җаныбызны, тәнебезне биреп, нәрсә эшләп була, нишләргә кирәк, менә беренче чакыруга килеп җитәсез, без барганда безне каршы аласыз. Шуңа күрә менә шундый милләттәшләр булганда безнең милләтебез, динебез, гөрбәтләребез югалмаячак. Сезгә бик зур рәхмәт. Главный вопрос – принятие стратегии развития татарского народа, вместе с ним основные направления по сохранению национальной культуры, традиций и, самое главное, языка. Делегатами съезда стратегия, предложенная президентом, была принята 29 августа, в год столетия ТАССР. А это значит, что будет открыта еще одна страница в истории республики. Татьяна Тимошенко, Андрей Ключников, 7 дней. Ну а теперь о событии, которое прошло также на этой неделе и вошло в большую историю республики, хотя и случилось оно в небольшой деревне
в Актанышском районе в 350 километрах от Казани. Деревня Аняково, родная деревня первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Именно туда отправился целый десант журналистов, артистов и чиновников. Десант в прямом смысле слова. Иногда разговаривать сложно было из-за обилия вертолетов в небе. В деревне Аняково в среду открыли бюст Героя труда России Минтимеру Шаймиеву и парк-набережную в гостях у Бабая. Надо понимать, что это значит на современном языке. Бюст не мал, а парк огромен. И все это в деревне, пусть не такой уж и маленькой, как во времена детства Минтимера Шаймиева. Туристов там бывает немало, и я представляю будущую реакцию этих людей, когда они увидят город в деревне. Настоящий комфорт, который мы привыкли называть городским. Сам Минтимер Шаймиев еще на этапе обсуждения проекта удивлялся немало и даже сравнивал грандиозные замыслы архитекторов с известной неуемной фантазией Остапа Бендера. Мы, кстати, встретились и поговорили и об этом в том числе. На эту деревню свысока теперь можно смотреть только в прямом смысле слова. К этим местам уже не подойдешь с привычным высокомерием городского жителя. Во-первых, потому что деревня Аняково совсем не та, какой видел ее в детстве ее самый известный уроженец. Здесь теперь и жителей куда больше, и удобств, то есть благоустроенности тоже. И во-вторых, потому что количество жителей, которые приедут сюда, в эту деревню в ближайшие годы, да вообще каждый год будет значительно больше количества людей, которые здесь проживают. Почему? Да потому что, посмотрите сами, вот этот дом-музей стоит уже достаточно давно, но насколько он обновлен. Как живописно стала вот эта территория. А ведь здесь не всегда было так. Этот дом-музей Шарипа Шаймиева на улице Шарипа Шаймиева всего существует 15 лет. И мы помним, первый раз мы были здесь в 90-х годах, как буквально вот от этой калитки, вот до этого самого дома, по пояс в снегу мы здесь пробирались. Не всегда был этот дом. И это только один из магнитов. Какой второй и какой третий. Посмотрите, какая территория. Как здесь все облагородили буквально в последние дни. Здесь появилась огромная площадь, она зеленая, со скамейками, с дорожками, с цветниками. Все очень живописно, очень много малых таких архитектурных форм. Деревня совершенно преобразилась. Здесь все теперь выглядит очень даже по-городскому. Появился вот этот памятник. Очень много разговоров о том, почему памятник при жизни. Давайте вспомним, что Минтимер Шарипович недавно получил звание Героя труда Российской Федерации. И согласно указу президента России, Герой труда Российской Федерации должен иметь бюст на своей родине. Так что все сходится. Мы узнаем в этом человеке Минтимера Шариповича, но мы не узнаем деревню в этой деревне Аняково. И как будто подчеркивая это, здесь создатели всего этого пространства представили нам вот такую карту, где есть Казань, Нижнекамск, Челны, Альметьевск, Актаныш и еще Аняково. Конечно, ведь это теперь одна из самых важных и самых туристических точек на нашей карте. Приготовления к открытию шли до самой последней минуты. Это не был аврал, обычные хлопоты. В доме-музее, который просто сверкает, сегодня осталась лишь вишенка на торте. Но я теперь буду гордиться всю жизнь. А вы-то как будете гордиться? Да, безусловно. Действительно сильно обновили. Вот посмотрите, как. И мы теперь вживую можем ознакомить всех этих посетителей вот с историей этого рода. И у нас такие достопримечательности теперь. И мы очень горды, что первый Герой труда России в Татарстане родился в нашей местности, в нашей деревне. За 100 лет это единственный человек, руководитель республики, который был награжден званием Героя труда. Вот прекрасный парк, прекрасный бюст, который сегодня будет еще раз говорить о страницах нашей истории. Минтимер Шарипович – это наш первый президент, это наш Бен-Гурион. Не надо далеко ходить. Я учился в школе, и если мои друзья, мы с ними до сих пор, правда, дружим, это близкие школьные друзья, если хотели меня обидеть, то они называли меня татарин.
Сегодня татарин – это знак качества. Это начинал и реализовывал фундамент всему этому. И дом этот строил Ментимир Шарипович, вся его команда, к которой я себя причисляю. Ментимир Шарипович, это наш учитель, это наш наставник. Все мы вот здесь, руководство республики, мы воспитывались на примере Ментимира Шариповича. И мы ему искренне благодарны. Без башия Ментимир Шарипович сіздің алда. Сізге бик зор рахмат, ұзақ yıllar исәнлек, саулық тілеймін сізге. Рахмат сізге. Бюст Ментимиру Шариповичу Шаймиеву объявляется открытым. Я считаю, что то, что мы сегодня наблюдаем, это наш с вами общий труд всех и вся. Бигзур рахмат баразада, исәнлек саулык мине. Рахмат Ментимир Шарипович, яқты матур истәлекләрегез өчен. Ну, конечно, главной изюминкой и главной неожиданностью для деревни Аняково, да и вообще для любой деревни, стало открытие вот этого живописнейшего парка и набережной под названием Бабайда-Кунакта, что в переводе с татарского на русский «в гостях у дедушки». Или, как мы все понимаем, «в гостях у Бабая». И здесь мы действительно как будто у него в гостях. Вот это супер современная набережная, которой, наверное, не каждый райцентр в Татарстане может сегодня похвастаться. Конечно, все здесь создано именно с точки зрения того, в каком месте мы с вами находимся. Здесь очень много объектов. Вот там, например, лошадь, всем известна, любовь Ментимира Шариповича к лошадям. Там радиоприемник, который они собрали со своим одноклассником еще в детстве. Здесь, вот, например, шахматы. Это, как все, наверное, знают, любимая игра первого президента Татарстана. Но, возможно, самое интересное и самое удивительный замысел находится вот в этих евросчетах Бабайда Кунакта. Мы нажимаем с вами кнопочку. Играли, как правило, весной на солнышке на крыше коровника. Шахматы – древняя, мудрая игра. Учишься мыслить на много ходов вперед. И понимаем, что они говорящие, эти информационные щиты. И говорящие они, причем голосом Ментимира Шаймиева. Здесь он, например, вот делится с нами воспоминаниями о шахматах. Так что это не просто какая-то набережная, это, конечно, целый экскурсионный маршрут. И вот этот голос, наверное, все здесь может со временем обветшать, все здесь может быть со временем заменено, но голос останется. Останется с нами навсегда. Ну а сам герой Ментимир Шаймиев смотрел на все это убранство новых достопримечательностей села практически впервые, вот так, вживую. Видел изначальный проект и даже вносил в него небольшие коррективы, скорее убирал совсем лишнее, но с воплощением не был знаком. По словам первого президента, весь этот замысел изначально напоминал ему утопические прожекты Остапа Бендера в Васюках, но сбылось, и реальность превзошла ожидания. На самом деле это известное же произведение. Тем более, когда показывали, что и шахматная площадка, там будет это настоящие Васюки. Спасибо, значит, за такое высокое признание деятельности. И это вот по положению уже положено на родину бюст поставить героем труда. Я не знал, что вот таким размахом, вот так тепло, вот так красиво, ну, от души, я бы сказал, кто бы что бы ни делал, начиная от бюста, сам парк, на хорошем уровне, но по-деревенски, я имею в виду, как делают сельские ребята. Душевно. Душевно. Это, потому что это нас от рождения сопровождает. Но это не Васюки, это будет современным Аняково. Не Аняково. Наверное, со временем в деревне Аняково появятся и гостиницы, и кафе, и народные фестивали, а почему бы и нет. Появятся, наверное, и свои сувениры. Чем плох, например, вот этот. Или этот.
Или вот тот. Мы же с разрешения сотрудников музея увезли с собой частичку этой земли. Еще один плод, выросший в этом особом дворе. А я даже, конечно, пробовать не буду, я как сувенир ушану у нас. Таких яблок здесь не так и много. Во всяком случае, на всех людей, которые к вам сюда приедут еще, их точно не хватит. Да. А у вас сейчас будут 1000 людей просто. Мы очень рады. Ждем с нетерпением открытия такого парка, каскада прудов. И с трепетом ожидаем открытия. Я очень сама горжусь, даже не передать словами эти чувства. Даже слезы наворачиваются. Вы что? Да. Михаил Любимов и Андрей Ключников. 7 дней. За свою вековую историю Татарстан преуспел и в политике, и в экономике. И нельзя сказать, что это был путь, устланный розами. Что Татарстан легко парил на крыльях успеха за счет нефти, развитой промышленности, выгодной логистики и так далее. Становление проходило в тяжелейших условиях голода 20-х годов, затем Великой Отечественной войны, послевоенной разрухи. Да и во времена так называемого развитого социализма нефть не стала источником благосостояния жителей Татарстана, а скорее работала на нужды всей страны. И только в 90-е годы с обретением политического суверенитета мы смогли извлечь хоть какие-то дивиденды из черного золота, которого за эти десятилетия было выкачано более 3 миллиардов тонн. У нас было довольно короткое окно возможностей по историческим меркам в нулевые годы, и республика его использовала, на мой взгляд, суперэффективно. За это время мы создали практически с нуля нефтеперерабатывающую промышленность, модернизировали нефтехимический комплекс, построили мощную инновационную экономику с развитым машиностроением, аграрным сектором. Сегодня у нас успешно функционируют особые экономические зоны, среди которых Алабуга является, кстати, лучшей в России. Кроме того, Татарстан стал туристически привлекательным регионом, в том числе через проведение крупных спортивных мероприятий и огромные работы по внесению острова Града-Свияжска и города Болгар в список ЮНЕСКО. В республике успешно реализуются национальные проекты, а в этом году к ним прибавилась программа, инициированная президентом Татарстана «Наш двор». Тимур Бекмурзин об экономических достижениях в новейшей истории Татарстана. Это очень даже в характере Татарстана. Чем нам труднее, тем мы собраннее, чем тяжелее, тем усерднее. Последствия пандемии больнее всего ударили по нефтехимикам, но удивительно, Нижнекамск нефтехим не только ни на день, ни на час не остановил производство, а напротив удваивает, утраивает усилия, чтобы запустить новые заводы, цеха, установки. Проект века «Новый олефиновый комплекс» будет реализован в срок. Этот суперсовременный комплекс станет еще одним ярким пазлом в картине инновационного Татарстана, в экономике которого нефть, хотя и продолжает играть стратегическую роль, но теперь уже не просто как сырье на продажу, а как ресурс для новых высокотехнологичных производств в той же нефтехимии, в нефтепереработке. Эта отрасль была создана практически с нуля, и сегодня 2/3 всего объема добываемой нефти в Татарстане перерабатывается на собственных заводах. Распространенный миф, стереотип, что именно черное золото стало основой благополучия Татарстана. Скорее наоборот, на татарской нефти более 3 десятилетий держалась экономика страны в брежневский период. Сегодня нефть для нас, как мы уже сказали, пусть даже вязкая, трудноизвлекаемая, сернистая, это новые возможности, новые переделы, новые продукты. Да и не только нефтехимией живет современный Татарстан. Особенность экономики республики в том, что она за эти годы стала максимально устойчивой и диверсифицированной. Мы сохранили мощный машиностроительный комплекс во главе с российской гордостью КАМАЗом, военно-промышленный сектор, Татарстан среди лидеров в сельском хозяйстве. Особая экономическая зона Алабуга бесспорно самая успешная в России. Грандиозные достижения в энергетике. За последние 10 лет были введены новые современные источники генерации, модернизированы действующие станции. Впервые в своей истории Казань и Татарстан стали энергетически полностью самодостаточными. А главное, успехи в экономике работают на самый важный и ценный результат – новое качество жизни жителей республики. Поэтому наш главный ресурс, конечно, не нефть, а люди – целеустремленные, креативные, энергичные. Эту особенность точно подметил известный тележурналист Сергей Брилев,
в своем фильме «Волга, Кама и притоки», который был снят и показан на федеральном канале специально к столетнему юбилею нашей республики. Фильм повествует о большом пути, который прошел Татарстан за минувший век, о трудностях, с которыми пришлось столкнуться нашим людям в период становления советской Татарии, пережившим голод 20-х годов, послевоенную индустриализацию, лихие 90-е. Преувеличение. Повезло тогда с Бабаем, Шаймиевым в республике. Удержал. Да, это правда. Потому что могло бы произойти все, что угодно. Участники большого документального полотна действующий глава республики Рустам Минниханов и первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев, артистка Чулпан Хаматова, писательница Гузель Яхина и многие другие вместе с автором Сергеем Брилевым не только окунулись в историю республики, но и рассказали, с каким багажом Татарстан встречает свое столетие. Ну вот у нас предприятия, которые даже ни на один день не закрывались. Нефтехимия, нефтепереработка, нефтяники, все. Дорожники, строители. У нас КАМАЗ неделю стоял, потом они вышли, тьфу-тьфу, и все предприятия. Мы через неделю практически запустили все. Не только о прошлом и настоящем, но и о будущем Татарстана идет речь в фильме. И это будущее, безусловно, связано с молодым креативным поколением республики, которое сегодня проектирует наши города, парки и скверы, формирует удобные общественные пространства, причем не только в крупных городах, но и на селе. Мы сформулировали 3 критерия, 3 К, которые являются залогом успеха. Они сложные, спорные, но такие, какие они есть. Значит, 3 К – это красиво, культурно и как в городе. Поколение 4.0 – те, кто не боится новых вызовов и нестандартных решений, те, кто горит идеями и уже сегодня воплощает их в реальность в том же городе будущего – Иннополисе. Вот Мишустин провел большой форум, пригласил всех айтишников. Ведь все умники – это россияне. Они уезжают за границу, создают там программные продукты, и потом мы их покупаем. Нам еще пытаются не продавать их. Поэтому надо их собрать, наших россиян, и иностранцам дать условия, чтобы они могли... Типа Иннополис. Иннополис, да, шикарное место. Вот. Современный Татарстан – один из самых успешных регионов России, регион-лидер, территория возможностей. Республика, где не только удобно работать, строить бизнес, но и комфортно жить и отдыхать. Полный жизненный цикл. Вы здесь работаете, вы здесь живете, вы здесь занимаетесь спортом, здесь учатся ваши дети, получают высшее образование, получают среднее образование, получают и ваши дети здесь находят себе применение. И вот это создает комфортные условия и качество жизни, которое отличает республику. По мере снятия ограничений изоляционных, куда едут люди? Петербург, Сочи, Казань. Вот. И я знаю очень многих своих знакомых, которые с удовольствием едут в Казань. Я сама буду им рекомендовать приезжать в Казань, потому что это красивый город, очень доброжелательный, с очень хорошими и гостиницами, очень потрясающе вкусной кухней. И Любие, убежденность, вера в себя и собственные силы делают нас сильными, позволяют решать самые смелые и перспективные задачи, с уверенностью смотреть в будущее, говорится в поздравлении. Вообще же не счесть количество поздравлений. Певцы, композиторы, артисты, иностранные министры, консулы, послы, российские губернаторы, президент Путин со всех уголков мира буквально. Давайте послушаем. Дорогие друзья, от всего сердца поздравляю вас со столетием образования Татарской ССР, с Днем Республики Татарстан. Для Нижегородской области Татарстан всегда был регионом-другом, с которым нас надежно связывает Великая река Волга. Татарстан входит в первую десятку наших торговых партнеров. У нас действует соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. Промышленность, наука, культура, искусство – нет такой сферы, где у нас не было бы точек соприкосновения. И это сотрудничество, я уверен, будет только укрепляться. Считаю, что связка приволжских регионов является самой сильной в стране. Я желаю Татарстану процветания и благополучия. Пусть регион всегда остается сильным и успешным.
С праздником! Как известно, у Подмосковья и Татарстана нет общих границ, но мы очень близкие регионы. Нас связывает не география, а очень долгие годы сотрудничества и совместной работы. Я рад называть Рустама Нургалиевича своим старшим братом, потому что с самых первых дней он активно помогает нам, и я никогда не забуду первую поездку нашей команды, где мы смогли получить ответы на очень многие вопросы. Каждый из наших регионов стремится стать лидером в экономике, сельском хозяйстве, в самых разных сферах. И нам всегда приятно видеть Татарстан на передовых позициях. Потому что такие победы, успехи всех нас делают сильнее, нашу страну. Я хочу пожелать всем жителям Татарстана здоровья, благополучия, мира и добра. Байрам Белэ! С праздником! Республика является примером региона, где поддерживаются гармоничные межнациональные и межконфессиональные отношения. На протяжении веков здесь в согласии и взаимном уважении проживают представители более 100 народов и практически всех основных мировых религий. Татарстан – давний друг и надежный партнер Санкт-Петербурга. Желаю Республике Татарстан и всем ее жителям процветания, благополучия и всего самого доброго. Наши братские народы с давних времен живут вместе, искренне радуются успехам друг друга. Историческое единство и добрые традиции нашей дружбы – это наше бесценное богатство, которым мы дорожим. Убежден, что наши отношения и дальше будут крепнуть во благо братских республик. Желаю вам, уважаемый Рустам Нургалиевич, и всем жителям Татарстана крепкого здоровья, процветания и новых достижений. Бахатлы булгас, туандар, Татарстан, сяскатхан, байрам манан. Это знаменательная дата не только для Татарстана, но и для нашего региона. Ведь в Астраханской области проживает более 60 тысяч татар. Это третья по величине этническая группа в нашем крае. Мы радуемся вашим успехам и длительному успешному сотрудничеству между нашими регионами. Надеемся, что мы продолжим укреплять наше историческое единство и добрые традиции. Это партнерство и дружба имеют для всех нас особое значение. Желаю вам, уважаемый Рустам Нургалиевич, и жителям Татарстана мира, благополучия и процветания. Я поздравляю наш народ, народ Татарстана, трудолюбивый народ. Поздравляю руководство нашей республики, которое много вкладывает, уделяет вниманию развитию нашей республики, нашего города. И желаю еще и работать, и петь как можно дольше на благо нашего города, на благо Татарстана, на благо нашего народа. Всех со столетием! Пусть наша республика и в дальнейшем растет, цветет. Пусть рождаются здоровые, красивые, талантливые дети. Пусть наше будущее будет светлым и радостным. Каждому соотечественнику желаю здоровья, счастья и успеха. Особенного прогресса Татарстан достиг последние 15-20 лет. За это время внедрены совершенно европейские и международные требования ко всем клиникам. И результаты, которые получают татарстанские врачи при лечении серьезных заболеваний, ничем не отличаются ни от европейских, ни от американских, ни тем более от московских и столичных клиник. Я желаю всем как можно реже обращаться к больницам, к врачам, к фельдшерам, сохранять здоровье, оптимизм, типичный для жителя Татарстана, трудиться, поскольку это создает республику и создает ее имидж в нашей стране многонациональной, и быть счастливыми. С праздником, с юбилеем. В республике и в столице республики продолжаются в эти минуты праздничные мероприятия, и у нас сейчас есть возможность показать, что вот сейчас происходит у чаши. Там проходит праздничный концерт с участием артистов российской эстрады. Это «Нилетто», группы «Добро» и «Крестный папа», актер Сергей Безруков и Валерий Сюткин, который завершит сегодня концертную программу. А кого еще ждем сегодня?
Кого еще ждете? Кого? Ну а тем временем у Дворца земледельцев стартовал 10-й классический оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень». Там выступает сегодня народная артистка Татарстана, заслуженная артистка России Альбина Шагимуратова и ведущий солист Большого театра, заслуженный артист России Игорь Головатенко. Организатор фестиваля, как обычно, Государственный симфонический оркестр Татарстана под управлением народного артиста России Александра Сладковского. Два разных берега одной реки. Тоже олицетворение Татарстана. Мы разные, но мы в одной лодке. И не в самой плохой лодке, кстати сказать, если не в лучшей в стране. Поэтому с праздником вас, уважаемые жители республики, Ватандашлар, Кунаклар, всех с праздником. Бейрам, блин. Мы на этом завершаем. А наш праздничный телемарафон, конечно же, продолжается. Я передаю слово моим коллегам. До свидания. Здравствуйте! Новая неделя побалует нас теплыми, а местами даже жаркими днями. Первый день осени в Татарстан вернется жаркое лето. Подробнее через пару секунд. По данным сервиса Яндекс.Погода, на северо-востоке Татарстана, в Набережных Челнах, Нижнекамске и Лабуге в течение всей недели будет солнечно. Во вторник до плюс 30, но уже со среды станет прохладнее, до плюс 20 градусов. На юго-востоке Татарстана, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево аналогичная ситуация. Будет довольно тепло. В начале недели плюс 25-28 градусов, к выходным до плюс 20. В центральных районах республики понедельник встретит жителей солнечным небом до плюс 27. В четверг прохладнее, плюс 19. С пятницы погода вновь разгуляется, плюс 21-23 градуса. На юго-западе республики почти всю неделю вплоть до воскресенья будет солнечно и тепло, до плюс 30. В выходные небо затянет облаками и пройдет дождь. На северо-западе республики, а также в Казани, всю неделю ожидается малооблачная погода и до плюс 29 градусов. Более подробный прогноз погоды смотрите ежедневно на ТНВ. До свидания. Если говорить об отношениях Беларуси и Татарстана, ну вот три основных слова. Это традиция, это открытость, это дружелюбие. Татарстан Тудей. В субботу на ТНВ. Новый сезон. Старые счеты. Суперпротивостояние ЦСКА Акбарс. 2 сентября в прямом эфире на телеканале «Новый век». Испокон веков живет на земле. Мы
Şuşu büyük yerlerde yaşayan Sibir Tatarları bugünkü günde. Özümüzni bir Tatar tipi dünyada Tatar halkı dip bilemiz. С днем рождения, любимый Татарстан! Сейчас мы ведем прямую трансляцию с, пожалуй, главной площадки торжеств в городе. Это площадь возле чаши Казан, где сейчас идет грандиозный концерт. И в данный момент вот выступает на сцене Сергей Безруков. До этого выступали местные артисты, звезды татарской эстрады, группа «Добро». И впереди еще нас ожидает исполнитель «Нилетто». Ну и вишенка на торте Валерий Сюткин. Все мы этого дождемся. И тут собрались, вот если вы видите, очень много народу, очень много людей пришли вместе отметить этот замечательный вековой юбилей. Люди пришли целыми семьями. Вот я вижу здесь и молодое поколение, которое активно подпевает, и взрослые люди, все счастливые, все включают телефоны, очень много огней. Вот мне кажется, с наступлением темноты стало только краше, ощущение праздника усиливается. Везде иллюминация, горят огни, люди счастливы, люди до сих пор приходят. И мы еще, у вас есть время присоединиться, потому что программа обширная, программа большая. И впереди еще нас ожидает также, если посмотреть на другой берег Казанки, замечательное мероприятие. Это фестиваль под открытым небом. «Казанская осень». Это симфонический оркестр под руководством Александра Сладковского. Мировые звезды оперной сцены. Будет очень интересно. Есть на что посмотреть, друзья. Отмечаем замечательный праздник. Вековой юбилей нашего любимого Татарстана. Трудный день и тяжелый час. Сколько их было и в который раз одни и те же слова в голове. Как часто я их повторяю себе. Пусть жизнь идет своим чередом, лишь бы меня всегда ждали дома и дождались. Пусть тяжело, дай справиться с этим, лишь бы счастливы были дети тогда. Все не зря. Остальное не надо ругаться. Давайте просто скажем ла-ла и все. Легко и просто. Ла-ла. Самое главное, чтобы дети были здоровы и счастливы. Чтобы мы все были... С этим, лишь бы счастливы были дети тогда. Все не зря. Остальное еще раз вместе. Простые слова, правда? Да-ла-ла-ла. Попробуем все вместе.
Да? Правда? Дмитрий Симонов, художественный свист, бас-гитара, группа «Крестный папа». А теперь поймем, на какой мы планете, правда? С этим вирусом. Расскажи, на какой мы планете сегодня? Сегодня там, где нужно быть серьезней, не витать в облаках, лучше твердо стоять на ногах. И о деньгах пора подумать, все так просто. Ну и, как я уже сказала, на другом берегу, возле Дворца земледельцев, начинает свою работу другая концертная площадка. Это оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень». Кстати, стоит заметить, что это 10-й фестиваль, значит, тоже юбилейный, и любители оперного искусства в очередной раз смогут насладиться замечательными бессмертными произведениями итальянских, русских и татарских композиторов. И в этот раз это замечательное мероприятие даже вот посетит оперная дива Любовь Казарновская, которая тоже в свое время выступала на этом фестивале. Так что я думаю, сегодня каждый найдет себе занятие по вкусу, по душе, поэтому отмечаем вместе этот замечательный праздник. С днем рождения, татарстанцы! Mercedilette amiche di quelle già tre fior, il caro dono immagine ne vostra bel candor. O fortunato amico che mi preparare, se voi recate pronubi o di felice il cuore. Mercede balza il cor, celeste ora
Джузеппе Верди. Увертюра к опере «Сила судьбы».
Джузеппе Верди. Ария Рената из оперы «Бал Маскарад». Солист Игорь Головатенко. Дирижер Александр Сладковский.
Верди, увертюра к опере «Сицилийская вечерня».
Джузеппе Верди. Дуэт Джильды и Риголетто из оперы «Риголетто». Солисты Альбина Шагимуратова и Игорь Головатенко. Дирижер Александр Сладковский. Signori, in essa è tutta la mia famiglia, non temer più nulla, angelo mio. Tu sento, non è vero, io che pur piangi io rido, e tu che piangi. Padre mio, Cielo, che dici? arroservoglio innanzi a voi soltanto. Di qua, vai tutti, se il duca vostro da pressarsi osasse, e non entri gli dite, e ch'io ci sono.
А если говорить об отношениях Беларуси и Татарстана, ну вот три основных слова. Это традиция, это открытость, это дружелюбие. Татарстан Тудей. В субботу на ТНВ. Фестиваль «Казанское полотенце. Казан сельгесі» на ТНВ в программе «Каравай». Испокон веков живет на земле Татарстана прекрасный народ. Xayrlı kеш, hürmetli tomoshachilar, efirda Татарстан xabarlarining Respublika kununa bag'ishlangan yumg'oqlov chiqarilishi kun davomida biz sizni Oygul Badridinova bilan piramida ko'ngillovchi o'zagidan bayram voqealari bilan tanishtirib bordik. Hozir yumg'oqlov chiqarilishida bo'lajak temalar turida. Qozon milliy madaniy o'zagida o'zgarishlar. Я хочу сказать, это эволюция мирового уровня. Milliy kitobxonaning uy to'yidan Ramzila Vafiyatullah reportaji. Yoshlar uchun yangi o'zak, xalq uchun madaniyat yurti. Для нас Юдина это железнодорожная столица нашей республики. Республика kunida Qozonning Yuzini bistasi nishik yangara. Rani Abdurahmonova ko'rib qaytdi. Tat kultfest. Bir qiziq yo'g'acha improvizatsiya. Zamoncha yangi tatar madaniyati bugun qozonlarni narsa bilan g'ajablantirdi. Gulnaz Sayfiddinova ko'rdi. Tatar bo'lgan yerda ot da bo'lar. Bizning uchun bayrakda quvonishimiz shunday zo'r. Tataristonda o'tkazilgan bayramlarda shu qatnashuv o'zi bir g'urur. İppodromda kuni bo'yi davom etgan ot sporti yarışlarini Ildar Safiyulin da ko'rib qaytdi. 300 garmonchi, 200 ansambl. Boshqalar bugun Uynag'iz garmonlar festivali sahnasida o'rildi. 100 yillikqa 100 bo'lak. Bayram kayfi Radio G'aymayev reportajida.
Быйыл республика көне тассарның 100 жыллыгы белән бергә туры килде. Шуңа ул айруча истәлекле көн дәвамында ТНБ каналында телевизион марафон барды. Шәһәр буйлап каналның берничә күчмә станциясе эшләде. Безнең яңалыклар хезмәте хәбәрчеләре вакыйга булган 20 урынга чыгып репортажлар ясады. Туры эфирга чыктылар. Хәзер исә шуларның иң мөһим һәм матур мизгелләрен кабат күздән кичерергә инде вакыт. Менә бу минутларда мәсәлән Казан гаилә үзәге янындагы бәйрәм концертының соңгы сәгатен башладылар. Монда Россия һәм Татарстан эстрадасы йолдызлары чыгышлары дәвам итә. Анда хәбәрчебез Салия Хәйреддинова эшли. Аның милли бизәкләрдән торган күлмәге һәм калфагы артистларны да көнләштерерлек. Алия концертны сагынып күпме инде тамашачы килгәнен әйтә аласың? Xeyirli kiş Qazan, xeyirli kiş Tataristan. Biz Qazan гаилә үзәгендә үзебезнең эшебезне дәвам итәбез. Һәм алдагы чыгарылышларда мин халыкны күп дип әйткән идем. Алдаган менә хәзер ул дөрестән дә күп һәм сәбәбе дә бар. Бүген сәхнәне Лейна, Илсия Бәдретдинова, Рифат Зарипов, Сергей Безруков, Добро төркеме, Нилета төркеме гөрләтте. Һәм әйтәгез әле шул концертның иң матур мизгелләрен карап үтик. Караңгы төштәме халык таралмый, чөнки иң якты, иң матур мизгелләр әле алда. Иң мөһиме без әле Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның килүен көтәбез. Инде сәгать 10-да безне бәйрәм салюты көтә һәм без аны Салаватның "Мин яратам сине Татарстан" җырына карый алачакбыз. Әле кушылып җырларбыз да. Шуңа күрә безнең белән калыгыз, ТНВ хезмәткәрләре, сезнең эшегез эшли. Фәнис сүзне сезгә бирәм. Рәхмәт Алия, турыдан-туры эфирда гаилә үзәге яныннан безнең хезмәттәшебез Салия Хәйреддинова иде. Инде берничә ел дәвамында татар дөньясы өчен республика көненең иң мөһим тантанасы ул әлбәттә Габдулла Тукай исемендәге дәрәҗәле премияны тапшыру. Быел аны аеруча истәлекле төстә Милли китапханәнең үй туе тантанасында тапшырдылар. Ул бәйрәм алдыннан гына яңартылган бинага күчеп өлгерде. Әйдәгез, мондагы уңайлыкларны да бәялик. Тукай бүләген алган татарстанлыларның хис кичерешләре белән танышыйк. Встречает светокинетическая инсталляция. Белем алу ишек төбеннән үк башлана. Түшәмгә беркетелгән менә бу хәрефләрдә татарның 5 әлифбасын күрергә мөмкин. Ә иң тапкырлар алардан сүзләр, афоризмнар төзүдә ярыша ала. Хәзер биредә милли китапханә урнашачак. Бинаны китапханәчеләрнең хыялы дип атадылар. Төзекләндерүдән соң ул кешеләрне җәлеп итә торган мәдәни үзәккә әйләнә. Президент сүзләренчә корылманың асылын саклау белән бер рәттән аңа яңа сулыш шөргәннәр. Бинаның тышкы кыяфәте шул ук кала, әмма аңа хәзер пыйладан менә шундый янкырма төзеп куйганнар. Биредә заманча уку залы булачак һәм иң мөһиме китапханә игә китап бирү функциясын кире кайтара. Нажимаем личный кабинет, но система сама нам все подсказывает. Читайский билет. Выберите действие. И мы ее записываем на вас. Китапханәчене менә шундый робот-автомат алыштыра. Басмалар югалмасын өчен һәр кайсында махсус чип тора. Кунаклар заманча мөмкинлекләрдән канәгать калды. Балалардан алып өлкәннәргә хәтле һәрберсенә үзенең белемен күтәрер өчен, кругозорын киңәйтер өчен бүтән шартлар тудырылган. Монда уку заллары, китаплар саклана торган урыннардан тыш театраль тамашалар өчен сәхнә дә. Балалар һәм яшүсмерләр өчен майданнар да бар. Залларның иркенлеге, яктылыгы, зурлыгы һәм китап фондларын ачык куллануга кую мөмкинлекләре белән бу бина бик ота. Республикада үзгәрешләрне Мәскәү кунаклары да югары бәяләде. Вице-премьер Марат Хуснуллин моны мөгъҗиза дип атый. И вот за 20 лет такая эволюция, которая, я хочу сказать, это эволюция мирового уровня. Я думаю, что это библиотека. Бу китапханәгә бик күпләр көнләшеп карый. Сез тагын бер югарылыкны яуладыгыз. Киләчәк әнә шундый акыллы, зиялы кешеләрдә. Тукай исемендәге дәүләт премиясын тапшыру тантанасын да быел беренче тапкыр яңа урында үткәрәләр. Һәммәгездән дә шушы бәйрәмнәр белән һәм премия белән котлыйм. Премияның күләме 500 мең сум. Дәрәҗәле бүләкне 1958 елдан башлап тапшыралар. Денису Сергеевичу Осокину. Быелгы лауреатлар 4-тәү. Лерон Хамидуллин, Денис Осокин, Идрис Газиев һәм Сөембикә операсын чыгарган коллектив. Гомергә бер генә була торган шундый зур вакыйга. Мөмкин түгел. Ихлас күңелдән эшкерсез хезмәт иткән хезмәтне күрә белү, аңа нинди шундый югары бәя бирү, ул әлбәттә акыллы кешеләрдә генә, акыллы
Kişilerde akıllı halkta gana mümkün. Tatarstan bilen gururlanam. Min bik şad, bik zor rahmet bayramlar bilen sizne. Весь мир сейчас Bütün dünya Covid'dan vaksina uylab tabu haqında başlatqanda Tatarstan аны tapqan indi ул мәдәният, ул кешеләргә акыллырак, мәрхәмәтлерәк һәм көчлерәк булырга ярдәм итә. Соңгы 2 елда Казанда китапханәгә йөрүчеләр саны 5-6% кына булган диләр. Заманча үзәк кешеләрне тартып торучы урынга әйләнәчәк. Без бит китаплы халык. Республикада күп үзгәрешләр. Иң зуры менә безнең байлык кешеләребез. Иң мөһиме безнең өчен үзебезнең телебез, мәдәниятебез. Рамзилә Гафиятуллина, Игорь Романов, Алмаз Зыятдинов, Яңа гасыр каналы. Бәйрәм көнгә милли моңнар өстәгән Уйнагыз гармуннар фестивале быел да шәһәр урамнарына чыкты. 300-дән артык гармунчы, 200 фольклор ансамбле өчен бөтен шәһәр әйтерсең бәйрәм сәхнәсенә үрелде бүгін. Камал театры каршындагы майданнан башланып, Бауман урамында дәвам иткән 35 еллык фестивальнең быелгы мизгелләрен Рази Гыймаев күзәтте. Фестивальне быел шундый күңелле яңалыктан башладылар. 100 бүләк иясе арасында мамадышчылар да бар. Bu garbularını yasada ayrat karısı diyen kişi ona bir zor rahmet. Үзбәкчан илләре менә яңа гармуннарның яхшырак, элекке гармуннарга караганда инде яшалышы бик яхшы. Аның бәясе дә әйбәт. Аның моңы Италиянең икенче бит инде. Ең кызыгы әлеге мәйданда уен кораллары тоткан халык саны тамашачыга караганда ким дигәндә 3 тапкырга күбрәктер. Һәрбер ноктада үз көе, үз моңы, ләкин һәрберсен берләштергән бер моң бар. Аны инде беренче нотадан ук танып алырга мөмкин. Мин яратам авыл көйләрен, урам көйләрен, гармунга кушылып җырлау. Ай рәхәт. Халкыбызның моңы, татарыбызның моңы шунда күренә, дәрте, сәнгате бөтен үстә менә шу гармунга корылган. Һәм инде гадәт буенча быел да Бауман урамы буенча әлеге йөрешне оештырдылар. Бу урыннарда халык белән туктап, интерактив оештырыла, ягъни халык белән бийләр, күңел ачалар. Бирдә инде гармун моңы гына түгел, аякларда тыпырдай. Кәйфләрегез ничек, Нурия апа? Әйбәт. Татарстанның, республикабызның 100 еллыгы, Бөек җиңүнең 75 еллыгы, суверенитетның 30 еллыгы белән. Ради Гыймаев, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Бәйрәм инде ул әлбәттә бүләкләр ала торган көн, быел да республиканың шәһәр районнарында йөзләгән социаль объект ачылды, иңнәре республика көненә туры китерелде. Шуларның берсе, мәсәлән, һәм көтеп алынганы Казанның Юдина бистәсендә яшьләр үзәге белән тимер юлчылар мәдәният сарае шушы 2 тантана бистәнең йөзен ничек үзгәрткәнен Рания Абдрахманова да күрде. Озак һәм төзек эшләсен дип Юдинадагы яңартылган фонтанга бүген Рөстәм Миңнеханов белән Марат Хөснуллин үзләре ясаган тәңкәләр атты. Тимер юлчылар мәдәният йорты ачылышы шундый гореф-гадәт белән башлана. Бу бинага 60 ел. Капиталь цикләндерсәләр дә тарихи йөзен саклап калганнар. Для нас Юдина это крупный промышленный центр, это железнодорожная столица нашей республики. Поэтому мы, понимая, что здесь живут люди труда. Когда мы 2 года назад начинали подготовку к столетию, мы и мечтать не могли, что столько изменений придут в наш поселок. 500 кешелек төп залдан тыш мәдәният йортында хәзер заманча җиһазландырылган кинозал, яшьләр театры, коворкинг бар. Хәзерге безнең мәдәният йорты иң шәп, иң яхшы безгә бик ошый. Синдереп эшләсен, балалар йөрсеннәр. Не было ни одной коммуникации. Монысы соңгы 5 елда бөтенләй файдаланылмаган яшьләр үзәге бинасы. Аны да президент программасы буенча цикләндерәләр. Это хороший велосипед, знаете. Яңартылган яшьләр үзәгендә 10 төрле спорт секциясе
эшләячәк. Шуларның берсе менә бу ниндзя трасса, тагын да кызыграгы менә шушы үрмәләү дивары. Казанның бер генә яшьләр клубында да мондый мөмкинлекләр юк. Я уже пролазил много раз. Достаточно легко. Это 7-й молодежный центр. Бу Татарстанда быел ачылган 7-нче яшьләр үзәге оешманың үзенчәлеге шунда түгәрәкләрне дә, спорт юнәлешләрендә яшьләр үзләре киңәш биреп, үзләре сайлашты. Бу үзәкне Юдина халкы күптән көткән. Без 5 ел элек килгәндә мондай үзгәрешләр юк монда. Елдан ел безнең артып бара объектлар. Бик матурланды инде, бик уңайлы ясадылар. Балаларга, алыларда бик канәгать. Хәзер яңа кырылмаларның, үзгәрешләрнең кадерен белеп, файдаланырга гына кирәк. Рания Абдрахманова, Александр Лобанов, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы. Бүген республикада кораблар ясаучылар өчен дә тарихка кирип калачак. Бүген алар Россиядә табигый газда йөрүче беренче судны зур юлга затты. Яңа чайканы сәфәргә кузгалганчы президент Рөстәм Миңнеханов карады. Ул капитан янына кирде, карапның эченә узды. Монда ук Казансу яр буеннан онлайн форматта Яшелүзән, Питрәч районнарында һәм Ярчаллыда табигый газ салу станцияләрен ачтылар. Хәзер Татарстанда шундый 22 станция бар. Ел ахырына кадәр ул тагын Зәй белән Нурлатта да төзелеп бетергә тиеш. Отмечу, что использование природного газа в качестве топлива позволит улучшить экологию в наших городах, экономить при эксплуатации техники и продлевать срок его службы. Тассарның 100 еллыгы исемендәге гаҗәеп судны сәфәргә кузгалганда аның бортында безнең төшерү төркеме дә бар иде. Без Яшелүзәннән Казанга юл тоттык. Беренче тәэсирләр шушы репортажда. Әле берничә атна элек кенә тантаналы шартларда бу судны суга төшергәннәр иде. Менә бер айда үтмәде, барлык сынауларны узып ул Идел буйлап бара. Табигый газда йөрүче беренче теплоход, дөресрәге газоход. Аңа Россиядә тиңнәре юк. Озынлыгы 59 метр, ә киңлеге 10-нан артык. Без республика көнендә шушы тарихи вакыйганың шаһитлары. Фактически, значит, вот судно было заложено. Судноны быелның февраль аенда гына ясый башладылар. Кыска вакыт эчендә аның төзелеп бетәсенә күпләр ышанмады да. Беренче сәяхәткә кузгалдык. Бу чын барлык. Дулкыннар үстеннән йөзәбез, сокланып туймаслык күренеш, бер салган ягулык 400 чакрым ара үтәргә җитә. Тизлеге хәтта дизель белән йөрүче теплоходныкы кебек. Пожар, обнаружение пожара. Агызыгы бераз дулкынлану сизелә. Табигый газда йөрүче мондый төр техникада барысы да тәүге тапкыр бара бит. Идарә итү данлыклы Арабелла капитаны Роман Лизалинга йөкләнгән. По ощущениям, есть только то, что оно тише работает. Миңа калса, ул күпкә тынычрак эшли, вибрациясе дә азрак. Айырманы шунда гына күрә. Арткы өлештә менә күргәнегезчә бер юлы 2 газ багы урнаштырыла. Заливается это жидкий газ. Аңа сыек газ салына. Ягулык якынча сәгать ярымга кадәр җитә. Әлеге вакыйганың мөһимлеген тагын бер нәрсә ассызыклый. Бортта республиканың баш суднолар төзүчесе Ринат Мистахов та бар. Ул безнең белән маршрутның башыннан алып ахырына кадәр булды. Мы можем сегодня строить пассажирские суда. Бүген без табигый газда эшләүче пассажир йөртүче һәм йөк ташучы суднолар төзи алабыз. Проектларында үзебез ясыйбыз, аны җыябыз да. Аның беренчесе тарихка Тассырның 100 еллыгы исеме белән кирип каламында Татарстанлылар һәм килгән кунаклар сәяхәт итәчәк. Казан-Зөя, Казан-Болгар маршрутлары буенча барып, матурлыкка хозурлана алалар. Яшелүзән районыннан Руслан Хусындинов, Салават Мөхәммәдуллин, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Хәзер исә Кабат бәйрәм чараларына әйләнеп кайтыйк. Бүген Казан Кирмәне Кабат Таткульт Фест фестивален гөрләтте. Оештыручылар быел да татар мәдәниятендә барлыкка килгән иң кызык юнәлешләрне бер майданга туплаган һәм туплый катнашучыларны нәрсә белән гаҗәпләндерделәр. Соң тулырак Гөлназ Сайфетдинова. Фолктан алып рок һәм фанк музыкага кадәр төрле жанрда иҗат итүче төркемнәр Таткультфест татар җырларын заманча, яңача яңгырата 30дан артык башкаручы Кремльдә бүген алар өчен 3 сәхнә корылган. Махсус килдек, шушы концертны карар өчен. Яшьләр чыгыш ясый. Безгә бик ошый. Фильмнән дә сөйләдем, знакомая музыка, нинди бу бит әйтә, ай бу балам дип якынлаш. Бик күңелле. Искитмәле, бик кызык, яңача импровизация. Тыңлыйлар, кушылып җырлыйлар, бийләр. Таткультфест фестивалендә берәүгә дә күңелсез була алмый, күңелсезләнергә ирек бирмиләр. Әгәр дә сәхнәдән җыр тыңлаганда син бии белмисең икән, бераз читкәрәк китсәң, сиңа өйрәтәләр. Монда сыгылмалыкка да, гәүдәңне йөртергә дә
Фестивальны тулысынча көру үшін Кремльнің буйына узарга кирәк. Бүген бирге президент Рөстәм Миңнеханов та килде. Ул төрле мәйданнарга тукталды. Дизайн маркетта урналган милли эшләнмәләр белән танышты. Спасибо. Сәхнәдә чыгыш ясаучылар белән дә аралашты президент. Әйбәт. Таткультфест республика көненә туры китереп 53-нче ел уздырыла. Ул җыр бию белән генә шикләнми. Дизайн маркет, арт-объектлар, фудкорт зонасында милли ризыклар, менә балалар мәйданчыгы, монда сабыйлар өчен Шаян ТВ хезмәткәрләре төрле мастер-класслар үткәрә. Таткультфест шулай төнге 11-гә кадәр барачак. Гөлназ Сайфетдинова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Республика көнен бәйрәм итмәгән шәһәр район калмады. Әйдәгез саллардан да хәбәрдар булыйк. Бүген бәйрәм, шун бәйрәм. Шәһәрнең яшьләр үзәге янындагы мәйданда иртәдән халык чәй шүре, курчаклар ясау, халык йолалары буенча мастер-класслар улысында кешесен дә җәлеп итте. Пешәнне техника чапканда чалгы белән эш итү авылларда икенче планга күчеп бара. Бәйрәмдә моны искә төшерделәр. Менә безнең бабайлар печән чапканда менә шуны шулай иттереп чапканнар. Үткәреп кенә калмаганнар, менә шулай чалгының очларын чүкеч белән сугып нәзик әйткәннәр. Түбән Камада республика көнен яңа объектлар ачылу белән билгеләп үтәләр. Капиталь төзекләндерүдән соң балалар бакчасы, политехника көллияте эшли башлады. Яшьсезләрнең хәзер үз клублары да булачак. Нур дип аталган үзәктә алар төрле түгәрәкләрдә музыка, театр студияләрендә шөгыльләнә алачак. Апасларның икеләтә бәйрәме район оешуга 90 елы. Беренче сыйныфка баручы 193 малай кызга мәктәп кирәк-яраклары тапшырылды. Алар күп балалы гаиләләрдән. Кыштауыннан күп балалы Газиевлар гаиләсен чакырып калабыз. Туган якны өйрәнү музеенда исә Самауыр бәйрәме теләгән һәркем чәйдән авыз итте. Бүген көн шундый кояшлы, мотор, безнең өчен теләктәш булды кебек. Аннан соң кешеләр күп җыелды. Чаллыда иң күләмле чара бүген ипподромда оештырылды. Анда татар токымлатларда ярыша. Милли көрәшне дә тамашачылар сагынган. Алар трибуналарны тутырып килә. Көрәшне дәвам итәбез. Туган ягына бүген моң патша бикәсе кайтты. Һәйкәл булып, Актанышның нәкъ үзәгендә мәшһүр җырчы Әлфия Авзаловага һәйкәл ачтылар. Менә шушы Актанышлар, алар бит шул хәтлек әнине хөрмәт итеп, шул хәтлек горурланып Әлфия Авзалова дигән исемне мәңгеләштерәләр. Бәйрәм итәргә сәбәпләр күп. Актанышка нигез салынуга 110 районның оешуына 90 ел һәм республика көне күзәтеп катнашып кына өлгер. Бу көн районнарда күп вакыйгалар белән истә калыр. Түбән Кама Чаллы апас телевидениеләре белән берлектә Гөлназ Гыйниятова, Илшат Аюпов, Рамил Закиев, Филүзә Хәмидуллина, Ира Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Татарстанның бай тарихында туган көнне ничек кенә бәйрәм итмәгәннәре. Башта ул тасыр оешу датасы булып зурлап үткәрелсә, бер ара гомумән бәйрәм ителми диярлек. 90-нчы еллардан форматы үзгәрде. Хәбәрчебез Фәрүзә Мәҗитова үзенчәлекләрне барлады. Башкаланың Ирек мәйданындагы бу парад 1920 елның 25 июнендә хөкүмәтнең вакытлы революцион комитетка тапшырылу уңаеннан, ягъни республиканың туган көненә багышлап узган. Шушы көнне үк митингта була. Тасыр төзелүне халык өмә белән дә билгеләп үткән. Бу хакта Дәүләт Советы музеендагы фотосурәтләр сөйли. Монда без күрәбез, халык күмәкләшеп Казан үзәген җыештырырга чыга. Татарстан Милли музеенда Тасыр оешуның 3 еллыгына дип тукылган байрак та саклана. Бу дары заводы эшчеләре бүләге, ә монысы 5 еллыкка дип әзерләнгән. Төрле елларда республика көнен бәйрәм итүгә чакыру кәгазьләре дә бастырылган. Проводились, и есть у нас документы о том, что... Бу документлардан күренгәнчә республика оешуның 20 һәм 25 еллыгына багышлап эшчеләр демонстрациясе була. 25 июньдә Тасыр югары советының тантаналы сессиясе узган. Республика көненә багышлап сувенирлар да чыккан. Әлеге ваза 1950 елга карый. Монда республиканың бөтен казанышы күрсәтелгән. Тасыр оешуның 40 еллыгына менә шундый бүләк тә әзерләнә. Космоска юнәлгән ракетага карап максатларның югары булуын чамаларга мөмкин. 100 ел дәвамында һәр дистә еллыкка истәлек бүләкләре, медальләр чыгарылган. Аларны республика үсешенә зур өлеш кертүчеләргә тапшыралар. 20 еллардан соң зур бәйрәм рәвешендә кабул ителмәде. Гадәти билгеләр үтелә. Факт җыелышлар булып үтә, шулар искә төшерелә.
1990 елда Татарстанның дәүләт суверенлыгы турында декларация кабул ителгәч, республика көне дә яңа датада 30 августта тагында зурлап бәйрәм ителә башлый. Ул ял көне. Менә инде 30 ел дәвамында меңнәрчә татарстанлыларны мәйданнарга җыеп күрештереп үткәнен оныттырмаучы көн. Фәрүзә Мәҗитова, Ишат Мөхәммәтов, Данил Филатов, Алмаз Зиядинов, Яңа Гасыр каналы. Біз инде бу күнгә әйләнеп кайтабыз. Быел беренче тапкыр Казан ипподромындагы от чабышларында ТАССРның 100 еллыгына багышланган кубок уйнаттылар. Рөстәм Миннеханов ни өчен анда мотоциклга утырып килде. Тимер һәм эшчән атлар турында Илдар Сафиуллин. Отларны бер тигез җибәрү өчен капкалар бер үк вакытта ачылып китә һәм чабыш башлана. Азнакайдан Руслан Зарипов өчен ат спорты нәселдән килүче шөгыль. Безнең өчен бигрәк тә куаныч менә шундый зур. Татарстанда үткәрелгән бәйрәмнәрдә чабу, катнашу үзе бер горурлык дип әйтимме. Ат әйе һәрвакыт азып. Биектаудан Ленар Усманов та җитди әзерлек белән килгән. Исән сау килсәләр дә миңа да риза. Атлар белән бергә шунда бер кучада килсәләр, мин шуның өчен риза. Атлар исән сау булсыннар, жакилар хавыф-хәтәрсез чабырга гына язсын. Тамашачылар да бу бәйрәмне зарыгып көткән, шундый кояшлы көндә өйдә торып буламыни. Абый менә иптәшкә киләм монда карарга. Ну менә ул килгәч, үзем дә кызыгып китәм. Тагадан ныграк та үзем гел яраткан шикелле шуны карап ятам. Татарның бөтен хезмәте, бөтен тарихы аттан башланган. Рөстәм Миннеханов ипподромдагы тамашага мотоциклга утырып килде. Бу очраклы гына түгел, Мәскәүдән кузгалып киткән колонна бүген әлемнәр җилфердәтеп Казанга килеп җитте. Президентны яшь җадяклар каршы алды. Әдилә киләчәген атсыз күз алдына китерми. Җәй көне әби янына авылга кайтам. Шунда бар атлар. Менә шуннан миңа бу ярату килде. Зур ярыш җитди стартлар алдыннан кешеләр генә түгел, хәтта атлар да бик нык дулкынлана, җаваплылык хисен сизәләр күрәмсең. Ул аларның үзләрен тотышыннан ук күренеп тора. Моның өчен иң беренче чиратта төп кагыйдәләрне истә тора кирәк. Җиңү түгел, хәтта финишка исән-сау барып җитү өчен дә төп кагыйдәләрнең берсе ул ат белән уртак тел таба белү. ТАССРның 100 еллыгына багышланган призны Татарстан Эчке эшләр министрлыгы карамагындагы чабыш калды. Дәрәҗәле кубок Казанда кала дигән сүз. Илдар Сафиуллин, Гадел Миңдубаев, Яңа Гасыр каналы. Хәзер инде без сезнең белән игенчеләр сарае тирәсенә күчәбез. Сәгать ярым элек кенә бирде Александр Сладковский җитәкчелегендәге Татарстанның Дәүләт симфоник оркестры оештырган опера фестивале башланып китте. Сез ул кадрларны экранда күрәсез. Арияләрне Зур театр солисты Игорь Головатенко һәм Мариин театры солисты Альбина Шаһимуратова башкара. Республика көне белән котларга дөнья күләмендә танылган опера йолдызы, фестивальнең мәртәбәле кунагы Любовь Казарновский да килгән. Классик музыка сәнгатен яратучылар татар, рус, итальян, француз оперларыннан төрле арияләрне тыңлый ала. Алтын чәч, Пиковая дама, Риголетта һәм әлбәттә башкалар. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, бүгенге бәйрәм эфирыбыз шуның белән тәмам. Бәйрәм әле дәвам итә. Иң кызыклы мизгелләрне хәзер бездән соң эфирга чыгачак новости Татарстана тапшыруында карыйласыз. Ә инде кичке сәгать 10-да исә Татарстан халкын салют көтә. Барыгызны да бәйрәм белән. Новый сезон. Старые счеты. Суперпротивостояние ЦСКА Акбарс. 2 сентября в прямом эфире на телеканале «Новый век». Если говорить об отношениях Беларуси и Татарстана, ну вот 3 основных слова. Это традиция, это открытость, это дружелюбие. Татарстан Тудей. В субботу на ТНВ. Испокон веков.
десятки съемочных групп. Вы смотрите новости Татарстана. С вами Алексей Калиничев, и мы начинаем выпуск. Новое здание, новые книги и новый формат работы. Здесь все книги, которые находятся на полках, могут свободно перемещаться в этой зоне, и можно взять их на дом. Национальная библиотека открывает свои двери читателям. Как изменения оценили гости, узнала Зарина Ахметова. Новый молодежный центр и отремонтированный дворец культуры железнодорожников. 3, 2, 1! Какие обновления пришли в День Республики в Юдино, расскажет Салават Мухаммадулян. Новый век, новый двор. Слушайте, это очень круто, потому что раньше не было такого. Как к столетию республики меняются дворы Татарстана, вновь увидел Ирамиль Шайдуля. Отмечают на скоростях. Я везде говорю, я татарин. Татарин без лошади – это никак. В День Республики и традиционные скачки. Почему в этом году они еще зрелищнее, расскажет Вероника Гайнудинова. Открытие фестиваля, флешмобы, народные гуляния, праздничная программа Дня Республики сегодня с самого раннего утра удивляет и радует гостей и жителей города. И в эти минуты кульминация праздника традиционной open-air классической музыки «Казанская осень». Так совпало, что сегодня юбилей и у этого фестиваля. В год столетия республики он проходит в 10-й раз. На сцене солисты Большого и Мариинского театров, а главная гостья – звезда мировой оперы Любовь Казарновская. За дирижерским пультом Александр Сладковский. У нас есть возможность окунуться в атмосферу фестиваля. И давайте послушаем, как в эти минуты звучит «Казанская осень». Камера. Казанская осень звучит бурными и продолжительными аплодисментами. А мы продолжим совсем скоро. Казанцев и гостей города ждет праздничный салют из 300 залпов. И мы его обязательно вам покажем. А пока вспомним самые яркие события этого дня. Одно из главных сегодня – это, конечно же, вручение престижной национальной премии имени Габдуллы Тукая. Символично, что в этом году ее вручали в обновленной национальной библиотеке. Она буквально перед праздниками успела переехать в бывшее здание НКЦ. Изменения оценили вице-премьер страны Марат Хуснуллин, президент Рустам Минниханов и государственный советник республики Ментимер Шаймиев. Зарина Ахметова побывала в самом центре событий. Итак, в холле нас встречает светокинетическая инсталляция, которая рассказывает об истории татарской письменности. Здесь буквы из 5 алфавитов татарского языка, которые постоянно меняют положение. Как по волшебству, в один момент они выкладывают слово «белем» – «знание», то, ради чего и работает нацбиблиотека. Теперь уже в новом здании и новом формате. Самостоятельно обеспечен возврат книг. Есть станция круглосуточного возврата книг. На первом этаже современная читальная зона, пространство для детей и подростков. Есть своя студия звукозаписи и даже театральный зал. На втором этаже классика. В целом сюда уже привезли 80 тонн книг. Здесь представлена небольшая часть Золотого фонда Национальной библиотеки Республики Татарстан, коллекция уникальных прижизненных и посмертных изданий классика татарской литературы поэта Габдуллы Тукая. Внешний вид здания остался прежним, но вот вокруг появился вот такой вот стеклянный пристрой с панорамными окнами. Поэтому теперь сюда читатель будет приходить не только ради умной книжки, но и ради прекрасного вида. Масштабные изменения, которые претерпела Казань Республика, Марат Хуснуллин сегодня назвал чудом. Это высочайший объект культуры, образования мирового уровня. Тем более мне довелось бывать в этом объекте. Я помню, мы раньше собирались сюда, на совещание нас раз в год собирали. Всегда было как-то темно, неуютно. А сейчас зашел, так светло, так красиво. Әлбәттә, республикада күп үзгәрешләр. Иң зуры менә безнең байлык кешеләребез. Иң мөһиме безнең өчен үзебезнең телебез, мәдәниятебез. Я думаю, что эта библиотека будет предметом зависти очень и очень многих на долгие годы. Вы задали
очередную планку. В обновленном культурном центре сразу знаковое событие. Здесь вручают премию имени Габдуллы Тукая. В этом году 4 лауреата. Это писатели Лерон Хамидуллин, Денис Осокин, творческий коллектив оперы Сюембике и певец Идрис Газиев. Премия Тукай – это прежде всего это ответственно. Я буду работать и дальше, буду служить татарской музыке, татарской сцене, изучению татарской музыки. В этом году премия Габдуллы Тукая – это 500 000 рублей. Ее вручают уже с 1958 года. За это время ее лауреатами стали сотни человек. Все, кто внес особый вклад в развитие национальной культуры. Для меня это большая честь. И я думаю, что для всех, кто сегодня получил эту награду, она была очень долгожданной. А уже сегодня библиотека открыла двери читателям. Работники уверены, теперь она станет точкой притяжения для всех. Зарина Ахметова, Игорь Романов, Алмаз Зидинов, ТНВ, Казань. Сегодня по всей республике десятки открытий. Ранним утром подарок получили жители микрорайона Юдино. Здесь после капитального ремонта открылись молодежный центр и ДК железнодорожников. Интересная деталь. В обновленном ДК оформление самого здания стилизовано под вокзальную тематику. Салават Мухаммадуллин сегодня провел здесь полдня и готов поделиться впечатлениями. У молодежного центра «Юлдаш» сегодня ажиотаж. У юных юдинцев теперь есть свой скалодром, ниндзя-трасса, тир и даже коворкинг-центр. Открывают это пространство вице-премьер Марат Хуснуллин и Рустам Миниханов. В начале 90-х здесь была пекарня, затем здание пустовало. В итоге больше 1500 квадратных метров становится молодежным центром. Мало да велика. Новая жизнь сегодня и у фонтана у ДК железнодорожников. Чтобы фонтан забил высоко и надолго, чеканят и бросают монеты. Это сделаем для того, чтобы запустить наш новый фонтан. И это все на фоне обновленного ДК железнодорожников, культурного центра притяжения всех жителей Юдина. Юдино – это крупный промышленный центр, это железнодорожная столица нашей республики. Поэтому мы, понимая, что здесь живут люди труда. Концертный зал на 500 мест, который, кстати, может использоваться и как кинотеатр. Плюс помещение для школы балета, киностудии, студии раннего развития. Дворец стал, по сути, многофункциональным. Те решения, которые были приняты здесь, на этой площади, 2 года назад, они воплощаются в жизнь. Во Дворце культуры есть даже свой музей железнодорожников. Сегодня в одном из купе президенты и гости выпили чай. В Юдино обновляются и дворы по республиканской программе «Наш двор». Мы и мечтать не могли, что столько изменений придут в наш поселок, и уровень жизни ничем не отличается от столицы. Очень все нравится, и там нравится, и здесь нравится. И вообще Юдино у нас стало, как говорится, супер стало. Это вообще супер. За последние годы очень много сделано, конечно, поселку Юдино. Так меняется и поселок, и философия жизни в нем. Салават Мухаммадуллин, Ринат Сафин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Ну, конечно, сегодня гуляют не только на больших площадках. День республики празднуют и просто у себя во дворах, тем более, что сейчас они посвежели и обновились. Жители одного из них сегодня поздравили Рустам Миниханов и Марат Хуснуллин. Двор по проспекту Ямашева преобразился до неузнаваемости. Строился он еще при Советском Союзе, а сейчас превратился в пространство мировых стандартов. Мы вас поздравляем с Днем города, с Днем республики, столетие ТАССР. Ну и самое главное, мы поздравляем вас с вот с этим прекрасным объектом «Двор». Все это результат президентской программы «Наш двор». Меньше чем за год у жителей этих домов появилась концертная зона, лекторий, спортивная и детская площадки. А как вы здесь? Здорово. Мне нравится здесь кататься. Сутками работали до утра, до вечера. И детям, интересно, вот эти цветные горки, это же все новшество. А этого еще нет и нигде в республике. На Ямашево теперь появился первый дворовый экстрим-парк. Любители экстрима чувствуют себя здесь по-настоящему дома. Слушайте, это очень круто, потому что раньше не было такого. Прикольно, вышел с подъезда, покатался сам. Тоже, это круто. Экстрим-парк – это несколько трамплинов, которые построены прямо во дворе. И на них можно кататься на велосипеде или, например, самокате. Кататься и даже делать
трюки, если они получаются. Это один из самых крупных столичных дворов. Объединяет сразу 4 дома. Долго была проблема с отводом воды. И очень внимательная работа дорожников. Всю воду увели из двора, жителям комфортно. Ну а праздник двора, он нужен всегда. Радость казанцев разделят жители всей республики. В эти дни в рамках программы обновляются более 500 дворов Татарстана. До конца года изменится больше 1500 придомовых пространств. Рамиль Шайдуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Праздник сегодня шагает по всему Татарстану. Челны, Нижнекамск, Альметьевск. Во всех уголках республики отмечают день рождения Татарстана. Наш выпуск продолжит праздничный обзор от Светланы Звонаревой. В набережных Челнах сегодня отмечают двойной юбилей. Наряду со столетием республики челнинцы празднуют и 90-летие образования города. Самые масштабные события развернулись на ипподроме. Зрители ждали азартные скачки и национальная борьба «Кереш». В Нижнекамске ко Дню Республики приурочили сразу несколько новоселий. После капитального ремонта открылись детский сад, подростковый клуб и политехнический колледж. Творческая программа тоже была насыщенной. Праздничные мероприятия прошли во всех парках и скверах города. Мастер-классы и народные гуляния развернулись в Альметьевске. Тема праздника сегодня едина для всех – история, традиции и обычаи Татарстана. Этот день надолго запомнят жители села Кульшарипово. Здесь открылась универсальная спортивная площадка, построенная по республиканской программе. Мы очень счастливы, что такой большой подарок для нашего села сделано. Спасибо огромное. Актанышцы сегодня знакомились с историей Татарстана прямо на улицах города. Здесь развернулись театральные и концертные программы. Ярким моментом праздника стало открытие памятника известной землячки, певицы Альфии Авзаловой. Открытие памятника – это не только подарок актанышцам, это подарок всей нашей республике, всем поклонникам творчества великой Альфии Авзаловой. Двойной праздник отметили сегодня и в Апастово, столетие республики и 90 лет со дня образования района. В этот день жители и гости Апастова побывали на празднике самовара, а будущие первоклассники получили актуальные подарки – портфели со школьными принадлежностями. Светлана Звонарева, Татарстан. Наши многие известные земляки, хоть и живут сейчас за пределами Татарстана, тепло и радостно встречают этот праздник вместе с нами. И шлют нам сегодня самые горячие поздравления. Давайте их послушаем. Я горжусь своей республикой. Пусть наша республика и в дальнейшем растет, цветет. Пусть рождаются здоровые, красивые, талантливые дети. На сегодня, наверное, Татарстан и, конечно, Казань сделали столько, что по развитию, наверное, номер один среди всех республик. Не говоря уже о спорте, потому что все виды спорта развиваются в Татарстане. Спектр большой и везде большие успехи. Это уже достояние народа и здоровья нации. Я желаю всем как можно реже обращаться к больницам, к врачам, к фельдшерам, сохранять здоровье, оптимизм, типичный для жителей Татарстана, трудиться. Сейчас, когда я наблюдаю, какие изменения происходят, меня хватает чувства радости и гордости. Я когда разговариваю в Москве с моими друзьями, то все они с большим восхищением отзываются о нашем городе, о нашей республике. Я поздравляю наш народ, народ Татарстана, трудолюбивый народ. Бейкер-стрит, 221B, пожалуй, самый известный адрес во всей Британии. Кстати, вы знаете, что говорят, английские ученые доказали, что Шерлок Холмс тоже был татарином. Имейте в виду. Здравствуйте, дорогие земляки, приветствую вас из Лондона, не солнечного, надеюсь, у вас погода другая. И поздравляю всех нас с Днем Республики. И мы приближаемся к кульминации векового юбилея столетия ТАССР. Главная площадка праздника – центр семьи Казан. Она собирает вокруг себя все больше и больше жителей и гостей республики. И сейчас на площадке работает наша коллега Алия Хайрудинова. Алия, добрый вечер, тебе слово. Как настроение вокруг? Добрый вечер, Казань. Добрый вечер, Татарстан. Мы продолжаем работать возле центра семьи Казан. В предыдущих выпусках я говорила, что народу и гостей много. Была неправа. Вот сейчас их действительно много. И этому есть причины. Сегодня на сцене зажигали Ильсия Бадрудинова, Рифат Зарипов. Валерий Сюткин сейчас поет, Сергей Безруков, группы «Нилетто», «Добро». И давайте посмотрим самые яркие моменты концерта.
Поверь мне, я не шучу, меня покидает сон. Ведь мы набираем разгон. Ту-ту-ту, гон-гон, ту-ту-ту, гон-гон. Скоро будет перрон. Ту-ту-ту, гон-гон, ту-ту-ту, гон-гон. У меня тут свой личный вагон. Вот только я не помню всех этих правил. Я не знаю, кто их составил. Я не верю в эти приметы. Расскажи, с какой мы планеты. Несмотря на то, что уже темнеет и на улице довольно-таки прохладно, никто не расходится, потому что все ждут кульминации праздника. А это, конечно же, салют. Прогремит он ровно в 10. И посмотреть мы его сможем под песню Салавата Миньяра Тамсина Татарстан. Поэтому оставайтесь с нами. Самые яркие моменты на нашем канале. Алексей, вам слово. Спасибо, Алия. Мы, конечно же, тоже ждем кульминацию. Но пока к другим событиям этого дня. И он войдет в историю для республики и для корабелов. Они сегодня отправили в большое плавание первое в стране судно на природном газе. Новую «Чайку» осмотрел Рустам Минниханов. Он побывал в рубке капитана и кают-компании. Это совершенно новый для нашей страны проект. То есть сегодняшний день судов подобного типа в речном флоте России не было. Суда проект «Чайка» станут незаменимым элементом экосистемы туризма любого города на реке. И сегодня же в республике заработали сразу 3 новые газозаправочные станции в Набережных Челнах, Зеленодольском и Пестричинском районах. Новые станции смогут обеспечить топливом транспорт, проходящий по федеральной автотрассе М7. А до конца года газозаправочные станции также откроются в Нурлате и Заинске. Всего же по всему Татарстану их уже 22. И сегодня уникальное судно имени столетия ТАССР совершило вояж из Зеленодольска в Казань. На борту был и наш корреспондент Салават Мухаммадуллин. Как идет «Чайка» на газу и какие виды открываются с Волги и Казанки, он расскажет далее. Еще пару недель назад об эту «Чайку» разбивали бутылку шампанского и судно опускали на воду. И вот меньше чем через месяц этот теплоход, а точнее газоход, готов и начинает бороздить просторы Волги и Камы. Сейчас узнаем, каково это – ходить на газе по большой воде. Мы на борту первого в России газового теплохода. Длина почти 59 метров, ширина больше 10. Это огромное судно движется благодаря сгоранию природного газа. Так на наших глазах в День Республики творится история. Фактически, значит, вот судно было заложено в феврале этого года. И за такой короткий срок построить это фактически полуреально, сказали. Нам все говорили, что невозможно. Но вот вы сами видите. В итоге «Чайка» поплыла, да еще как. Дальность хода при одной заправке не меньше 400 километров. Скорость такая же, как и на теплоходе на дизельном топливе. Вот смотрите, в рубке капитана ажиотаж. На газе здесь никто еще не ходил. Интересно, что основной пульт управления дублирует вот такая мини-установка. Это сделано специально, чтобы капитану было удобнее подходить к берегу для высадки и посадки пассажиров. Так совпало. Сегодня за рубкой никто иной, как сам Роман Лизалин. Капитан знаменитой «Арабеллы». По ощущениям есть только то, что оно тише работает. Вибрации меньше, звук тише. Ну, вот это только в этом случае, наверное. Такая разница только на корме. В задней части, вот вы их сейчас видите, 2 газовых топливных бака. Заливается это жидкий газ по времени, ну, занимает это порядка 1,5 часов. Значимость момента подчеркивает тот факт, что с нами на борту главный судостроитель республики Ринат Мистахов. Он сопровождает нас от начала маршрута и до конца. Мы можем сегодня строить пассажирские суда, суда обеспечения, грузовые какие-то суда, работающие на жирном газе. То есть, во-первых, сами можем проектировать, сами можем его энергетику создавать и сами можем это все комплектовать. Первый экземпляр вошел в историю под названием «Судно столетия ТАССР». И ходить на нем будут татарстанцы и гости республики. Например, на прогулочных маршрутах Казань-Свияжск, Казань-Болгар. Салават Мухаммадуллин, Данил Филатов, ТНВ, Татарстан. Сегодня много говорится о достижениях Татарстана. О них можно узнать и на портале «100% Татарстан». Он стартовал сегодня. Это масштабный онлайн-форум
форум, который будет длиться 2 недели. Представители правительства республики, крупные бизнесмены из России и зарубежья, эксперты в области экономики и инвестиций будут презентовать иностранным инвесторам возможности развития нашей республики. В День республики и традиционный конно-спортивный праздник на Казанском ипподроме ему отметили особенно горячо и, что называется, с ветерком в этом году. Проходят и скачки в честь нового звания Казани – город трудовой доблести. И, конечно, в честь столетия ТАССР. Вероника Гайнудинова увидела, кому покорились эти старты. Старт – момент, когда сердцебиение и жокеев, и лошадей ускоряется в разы. Участники пытаются оторваться от своих преследователей и преодолеть дистанцию за считанные секунды. Каким настроем может выйти спортсмен выигрывать, конечно. Настрой всегда, хоть у меня лошадь там котируется, не котируется, сажусь всегда и надеюсь на победу. Хамзат Улумбаев из Чечни взял не один старт в Казани. Татарстанские соревнования никогда не пропускает. Но вот в скачках за приз в честь нового звания Казани – города трудовой доблести победный финиш не покорился. Жокей признается, лошадь участвует впервые. А вот гладиатору Максимусу дистанция в 1600 метров далась легко. Соревнования и на высшем уровне, хороший праздник. Приятно видеть много людей. По традиции не пропустил скачки и Рустам Минниханов. На ипподром президент приехал тоже на коне, вот только железном, вместе с байкерами. Они участники автопробега клуба Харлей Дэвидсон. Сегодня эти суровые мужчины провезли по городу флаги России, Татарстана, Казани и столетия СССР. А на скачках сегодня и арабские скакуны, и лошади английской породы. Есть и нашей, татарской. Для владельцев коней победа хоть и важна, ведь лучший финиш – это хороший денежный приз. Но признаются, главное – здоровье лошадей. Я везде говорю, я татарин. Татарин без лошади – это никак. Какие же скачки без ставок? У зрителей свои фавориты. Ставки, конечно же, делаем, это несомненно. То есть знакомые лошади, то есть как сравнивать с прошлым годами результаты. Будем болеть за наших татарстанцев, чтобы они выиграли. Наблюдая за такими большими стартами, тоже невольно хочется оседлать какого-нибудь арабского скакуна или, например, вот такого коня, его зовут Купец, но, пожалуй, сегодня в моих силах только залезть на вот этого пони. Ее зовут Мишель. Один из самых ожидаемых стартов – скачки на приз столетия ТССР. Победу здесь одержал арабский скакун Василевс. Он из Казани, поэтому кубок в честь векового юбилея республики остается в Татарстане. Вероника Гайнудинова, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Татарский инди-холл, рок и техно. Такая необычная музыка сегодня весь день в Казанском Кремле. Здесь прошел Таткультфест. Его участником стал Рустам Минниханов. Услышал, как звучит современная татарская музыка и узнал, кому на фестивале особое внимание. И Салават Мухаммадуллин. Настоящий рок, через 30 метров уже инди-холл, повернулся и электронная музыка на татарские мотивы. Это Таткультфест. Его участником сегодня стал и Рустам Минниханов. Президент оценил продукцию местного маркетплейса, фудкорта и послушал современных татарстанских исполнителей. Все с национальным колоритом. Фишка фестиваля – он для всех возрастов. Например, для детей интерактива от Шаян ТВ. Вообще, самым маленьким гостям сегодня особое внимание. Красавица, она такая модная. Смотри туда. Дарин, чего смотреть? Спасибо большое. Это уже 3-й Таткультфест, и он становится традицией. Сегодня на фестивале сразу 3 сцены и 30 артистов. Чтобы не скучать возле сцен во время выступления артистов, здесь же мастер-класс по танцам. Сейчас я тоже попробую. Нет, похоже, это не мое. Лучше смотреть и слушать. В общем, музыку или занятия по душе в праздничный день здесь может найти каждый. Очень интересная аранжировка, прям такая современная. Праздник очень нравится. Праздник замечательный. Здесь выступает молодежь с рок-композициями. Настроение отличное. По сути, в Казанском Кремле сегодня все новинки современной молодежной татарской культуры. И судя по танцам и количеству гостей, она всех очень даже привлекает.
Салават Мухаммадуллин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. А во многих других уголках Казани сегодня звучала «Гармонь». Фестиваль народного творчества в этом году не ограничился площадкой у театра «Камала», а прошел по главным улицам столицы. Как это было, увидела и наш корреспондент Юлия Гоголева. Фестиваль, которого ждут целый год. Тысячи казанцев и гостей столицы пришли сегодня сюда, на площадь перед театром «Камала», за эмоциями, которые камера, пожалуй, не передает. Это прекрасно и удивительно, но сегодня здесь, на фестивале гармонистов, звучит и скрипка, и даже гусли. Мы приехали из Ишкар-Олы, Мариэл. Как гусли сочетаются с гармошкой? Очень хорошо сочетаются. Ну, ни разу еще не пробовали играть. От игры гармонистов сегодня и тучи на площади перед театром «Камала» разошлись. Праздник души и праздник сердца. Фестиваль гармонистов, пожалуй, лучший подарок для казанцев ко Дню Республики. Эмоций куча, просто их не передать словами. Столько людей, столько народу, и мы идем все рады, и мы тоже. Гармонь, конечно, заряжает. Слушать просто одно удовольствие. Шествие гармонистов от театра «Камала» до Спасской башни, пожалуй, самый яркий, красочный, запоминающийся момент праздников. Больше 100 гармонистов со всей республики заряжают любовью к музыке и к жизни всех, кто оказывается рядом. И как тут не сплясать? Юлия Гоголева, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Свой праздник сегодня и у татарстанских экстремалов. Под мостом «Миллениум» открылся масштабный экстрим-парк «Урам». Наталья Мезина увидела, в каком ритме зажигают на финале международного турнира по брейк-дансу. Вы только посмотрите, что вытворяют эти ребята. Фантастические движения хип-хопа, брейк-данса смешиваются, и все это крупнее турнир среди танцоров со всего мира. Кстати, вчера они поставили рекорд Гиннесса к юбилею ТССР и одновременно крутились 100 человек на голове. А сегодня здесь выбирают самого сильнейшего. Очень огромный опыт, потому что здесь огромное множество танцоров, и все представляют различные стили. Играет очень интересная музыка, и атмосфера берет свое. Как только входишь в эту атмосферу, то пропитываешься ее насквозь, потому что год был очень тяжелый из-за того, что карантин. Очень многие фестивали отменились, а Казань просто как глоток свежего воздуха. Жарко сегодня не только на танцполе, но и вообще во всем экстрим-парке «Урам». От крутых виражей просто захватывает дух, и мимо такого зрелища не смог пройти даже Рустам Минниханов. Президент Татарстана пообщался с профессиональными спортсменами. Мне уже ребята пишут, все, мы переезжаем, все, едем в Казань навсегда. Наверное, самым вот таким апогеем всего вот это является сама площадка, ее драйв, ее энергетика, то, что это крупнейший в Европе экстрим-парк, то качество, вот те направления, которые здесь представлены. Почувствовать себя баскетболистом или граффити-артистом может сегодня любой желающий. Парк работает до 10 вечера. Наталья Мезина, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Республику сегодня очень креативно поздравляют и в первой, и во второй столицах. В красках праздника ТССР и Останкинская башня в Москве. Цвета флага Татарстана и поздравления с юбилеем республики с 10 утра транслируются на 2 медиафасадах в столице России. Праздничное настроение общими усилиями телепортировали московские инженеры и дизайнеры нашего телеканала. Искренне поддерживаю то, что сегодня и в Москве отмечают столетие Республики Татарстан, потому что эта республика заметна и на политической, и на географической карте нашей страны. Мы хотим знать, что мы вот братья, сестры, и мы одно целое, народ, один народ. А в Санкт-Петербурге в честь нашего столетия прогремел полуденный пушечный залп. Так в северной столице поздравили татарстанцев с праздником. Почетный выстрел произвели житель блокадного Ленинграда Рахим Телешов, известный меценат Шамиль Алюшев и автор многих книг по истории татар города на Неве Альмира Тагирджанова. Также пушечный залп дал старт фестивалю, посвященному Дням татарской культуры в Санкт-Петербурге.
начинаю счет. 1, 2, 3, 4, 5. Ну и пока мы ждем праздничный салют, я предлагаю вам еще раз посмотреть, каким был сегодняшний день, день рождения республики. Вашему вниманию его самые яркие моменты. Yaratan seni Tataristan, Balkanların için yaratan. Kükürek yaşın yaşnep yağan, yangırların için yaratan. Kükürek yaşın yaşnep yağan, yangırların için yaratan. 300 залпов и миллиард эмоций. Татарстан в предвкушении традиционного в этот день салюта. Именно здесь, рядом с салютом, практически на расстоянии вытянутой руки, сейчас находится и наша коллега Алия Хайруддинова. Алия, началось ли праздничная феерия? Добрый вечер. На самом деле слезы наворачиваются на глазах, голос дрожит. И я понимаю, что мы все вместе подошли к этой кульминационной точке. Сейчас на сцене песню «Мин яратам сени Татарстан» поет Салават Фатхетдинов. И за моей спиной разрываются праздничные залпы. Республика, с днем рождения! Для тебя и для вас сегодня работали мы. Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан. Альбина Шигимуратова. Игорь Головатенко. Салават Фатхетдинов. Дирижер маэстро Александр Сладковский. Таким богатым на события был сегодняшний день, таким фееричным и красивым стало его завершение. И нам остается только пожелать, чтобы этот день надолго оставался в наших сердцах, и пускай он действительно станет народным и любимым. Всего вам доброго. Если говорить об отношениях Беларуси и Татарстана, ну вот 3 основных слова. Это традиция, это открытость, это дружелюбие. Татарстан Тудей. В субботу на ТНВ. Испокон веков живет на земле Татарстана прекрасный народ.